Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. А, понятно. Посмотрим. Надеюсь, Мамут, надеюсь. Хотя, когда какая-то позитивная ситуация, она обычно обходит меня стороной. Надеюсь. Честно, не так уж, брат. У меня сейчас так себе. Ты мне на тот номер WhatsApp скинь, второй. Напиши. Я в последнее время думалка у меня очень. Кофе нету. Да. Я не знаю, Джузи, что с ними не так вообще. Инстаграм очень сильно жестко лагает, поэтому многие заходят через YouTube. И вчера аж целых 100 человек. Да, кстати, дорогие мои подписчики, я всех поздравляю от всей души. Почему? Сейчас объясню. У нас первый 1 миллион просмотров на YouTube. От всей души поздравляю всех нас. 1 миллион человек просмотрели наши видеоролики на ютубе. Огромное спасибо моему брату. Хорошо, брат. Дик-дуаша. Ибраиму огромная благодарность. Так что 1 миллион просмотров — это уже хорошо. Всегда надеяться нужно на лучшее вашими, как говорится, молитвами. Но в любом случае это позитивная новость, потому что в этих роликах все про нашу историю, все о нашем народе, поэтому думаю, что это благоприятно повлияет, и мы оставим позитивный след в истории. Башлам кану золотой кнопки YouTube чуаях сюйцун сурт дахкет. Золотое бая, золотое хлава. Подписчиков у нас не так много, 3000 с лишним только. Ну, с учетом того, что YouTube канал мы открыли буквально для себя недавно, и это хорошо, потому что все, кто смотрит меня в основном в YouTube, это старшее поколение, кому уже, так сказать, за 40 с половиной лет. Молодых в YouTube очень мало, большинство старшее поколение, но, альхамдулилlah, я очень рад, что старшее поколение смотрит меня и через YouTube, и через Instagram. Честно сказать, это очень радует, особенно на встречах, таких как Улам Ахкай, когда выезжали, 3500. Короче, выезжали в горы ламакинцам на открытие мечетью. В основном все, кто подходил, благодарил, помогал словами, добрым делом, были старшее поколение. Это, конечно, очень радует. Поэтому... Не, Джузи, я понимаю, что ты сейчас намекаешь на меня, но сам я просматривать свои ролики, у меня надобности нету, честно сказать. Я не просматриваю свои ролики. Единственное, что я делаю, проверяю, загрузилось или нет, а так я не просматриваю. Там более старшее поколение, но очень много у нас, я смотрю, это те, кто проживает за пределами нашей родины, и это очень радует, конечно. Вот, поэтому дикдует то, что и старшее, и младшее поколение нас смотрит.
поэтому это очень позитивно. Для меня, по крайней мере, это витаминка такая, чтобы проводить прямые эфиры. Куми? Нормально, я сейчас в прямом эфире, потом созвонимся, хорошо? Давай. Так, вот. Так что, Ибрахим, если есть вопросы, задавайте, а то я смотрю вчерашние вопросы, я начал зачитывать, кому-то очень сильно не понравилось, кому-то понравилось, это зависимости. Это мои родные, мелкие, которые любят звонить меня и по ночам и мучить. Пусти ее в эфир. Да, Башлам, угадал. Мне за 40. Ассаламу алейкум дал. Это был. Ва алейкум ассалам. Карфаген. Я вообще-то не тебя конкретно имел в виду. Карфаген. За 40, хоть за 50 разницы нету. Я, по крайней мере, знаю, что старшее поколение, которое владеет большей информацией, порой смотрят, поправляют. Поэтому, ассаламу алейкум, сам ты старый, бах, Хаким Хакимов. Я знаю, что я старый. Конечно, старый. Не был бы старым, были бы волосы лысые, видите какой. Видишь, многим не понравилось, сказал старшее поколение. Надо было сказать более разумное поколение, тогда было бы не столько бы. Я же не все сказал. Конечно, и старшее поколение, и младшее поколение. Кто бы там ни был, разницы нету. Но с учетом того, что мы плюс-минус, мужской пол живет приблизительно 65, вот под этот возраст. Ну вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, Монклер. Я так понимаю, к нам присоединилась Франция. Если я правильно прочитал, Монклер написано. Алейкум ассалам. Нахчуфром, Нахчмак. Хорошо, что ты начал называть и пробил твой. Мы тоже КЮ. Бил твой, бей твой. Это Нохчи тейпы, Нохчмаковские тейпы. Я не понял называть. Я что, не называл? Это тейпы, которые до сих пор глубоко не раскрыты. Имеется в виду участь этих тейпов, которые принимала огромное влияние и поддерживала всю Кавказскую войну, поэтому коротко про Хуландай, чисто Нохчи тейп, небольшой, Шаройского района, исконно Нохчи, вот к ним, хуландоевцам, шигароевцам, все, кто проживает в Шаройский район, это та самая область, которая называется Дзурзукетия, Кистетия, вот оттуда и западную часть. Вот, всегда были на острие, потому что хуландойцы тоже живут по границе с Дагестаном, недалеко с Грузией, поэтому были огромное количество было у них и башенных строений, боевых, полубоевых, жилых
Но, к сожалению, сегодня все меньше и меньше осталось в этой области. Мы знаем, что во время боевых действий они многие уничтожены. На Хуландойских башнях очень много, мы знаем, не только в Шаройских башнях, очень сильно отличаются своими петроглифами, богатые очень башенная архитектура всего Шаройского района. Вот поэтому для меня это, как говорится, к сожалению, сегодня не все башни Шаройского района, которые по границе можно изучить, посмотреть, поскольку вы знаете, да, что там находится пограничная застава, то есть трудно добраться, да и, честно сказать, не каждый едет туда, который там осмелится поехать туда. Но, иншаллах, есть бравые ребята, которые готовы и поехать, и показать, и мы дальше будем и изучать, показывать. Шаройский район еще не весь изучен, как и Джабелоевский, как и Итумкалинский. Со всего Итумкалинского района мне посчастливилось побывать только на двух землях. Это Мелхостинский мерк и Тироевский мерк. Имеется в виду тоже очень богатые башенными комплексами, особенно Терлоевские, которые с 13-14 века, поэтому Зумсуай, Чанти, Муахк, Зумсуай, Муахк, Мулкуай, Муахк, вот эти области еще, в которых я не побывал, но очень на это надеюсь, что посетить, поехать, побывать. Не просто проехаться там, грубо говоря, а максимально постараюсь записать. Просто у меня телефоны 2-3 видеоролика снимаешь, приходится короткие снимать, и сразу садиться, и чтобы этого не происходило, надо все отключать. Только сейчас я, как говорится, научился делать нормальные уже, как говорится, съемки. И многие просили, чтобы делали не вертикальную съемку, а горизонтальную. Но вы должны понимать, съемки в руке, и это как-то немножко сложновато. Ассаламу алейкум, иншаллах, ва алейкум салам. Поэтому работа по изучению обязательно. Еще надо поехать и заснять. И в Галанчоже я не закончил. Надо еще снять Елхароевские башни, Ялхоевские башни, Цичуевские, Мержоевские башни. Все, что находится на нашей территории, Нохчичуамялеша, постараемся заснять, петроглифы, все мы зафиксируем обязательно, да. Пока я, конечно, жив, здоров, и у меня возможность будет. Башлам, Хой башни, тоже много древних знаю. Хуай обязательно, ой, мне уже напомнили, в Хуай тоже поедем. Это, как говорится, никаких проблем нету. И в Аух тоже поедем. В Аухе тоже нужно много чего поснимать, посмотреть. Вот. Когда и что оставим, как говорится, для многих недоброжелателей, таинственность такую. Ассаламу алейкум, нужна камера для этого. Нужна камера. Ва алейкум салам. Там дело даже не в камере, чаждо ваша. Проблема в том, что снимать я шайнаха, дело не в камере, потому что мне нарезки делать, этого всего нету. Мне это и телефона хватит, просто и приспособление, палочка, которая там делает более качественную съемку. Более, обновить надо. Если бы у меня не менял бы я несколько раз батарею, тогда бы телефон быстро бы не садился. А так в течение 2-3 часов телефон садится. Нужно с собой брать 2-3 телефона, чтобы нормально сделать. Видеокамера, конечно, это хорошо было бы, если бы видеокамера, но с видеокамерой проблема. Видеокамера нужно потом присоединить к ноутбуку, сделать нарезки. Вот эти все движения у меня нету технических
как бы возможности. У нас все, что есть, это телефон, все резаки, все, что я делаю, обрезки, как говорится, логотип, все я делаю только через телефон, через его программы, именно Яблоко, через iOS делаю. Вот. С этим, конечно, ну, я справляюсь, но, как говорится, не всегда все получается. Порой на телефоне, сейчас телефоны, многие уже последние версии, они со стабилизаторами, то есть даже когда ты ручной снимаешь, она не дергается, все нормально можно. Но в горной части, когда дует ветер, особенно в высокогорье, многие просят там, чтобы не было шума и так далее. Алейкум ассалам, это не по моей прихоти, как говорится, делается, чтобы там не было шума и все остальное. Вот. Ну, мы будем, да, делать. И плюс, благодаря многие ролики сейчас уже начали, те ребята, которые выезжают, которые на нас подписаны, снимают более-менее интересные моменты, присылают, и я их обрабатываю. Башлам, ты понял, где это? Это Эльстанджи, понял я. Понял. Эльстанджи. Просто у меня есть 2 ролика, которые сделаны в Галанчорском районе, поэтому я думал, что это... Поэтому я спрашивал. Эти 2 ролика, которые сделаны в Эльстанджи, я объединю их. Ой, фу. В этом... Как его? В Галанчорском районе объединю их и сделаю то, что есть. Моя такая, как говорится, всему есть свой предел. И мой держатель телефона уже не может тоже держать, к сожалению. Вот. Вот так вот. И... Да, сейчас, подождите. Так. Держись, держись. Рано тебе умирать. Вот. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Или если хотите, мы можем поработать немного по книге. Разницы нету, на ваше усмотрение. Вот. Вопросы. Хаухудия Шуцун. Хан. Ну, этот хотел на подставку поставить, он уже тоже не держит, к сожалению. Не только люди стареют в Рамазотте, но и подставки и так далее и тому подобное. Так. Давайте сейчас я возьму. Два наших. Ты когда в горы ездил? Я шутку, да? Ты когда в горы ездил? Я ездил в горы на прошлой неделе. На прошлой неделе я ездил. Так. 62-я. Первое.
читал. Вам зачитывал. Прошу прощения, здесь жара очень сильная, поэтому окно открытое, если немножко будет шум. Так что не обижайтесь. Так, ага. Это я зачитывал. Хотел что-то вам интересное. Так. Ответ Хуай Тайп древний, чем Галай. Ответ Хуай башни без роста. Хуай Тайп древнее, чем Гала. Немножко некорректный вопрос, конечно. Но Хуай Тайп очень древний. Не будем его сравнивать с Гала Тайпом. Вот. Поэтому это как-то неправильно будет. Валейкум ассалам. Так. Материальная культура я вам зачитывал нашу? Или нет? Ну давайте коротко. Меня слышно хорошо, видно? Все нормально? Я в последнее время немножко сталкиваюсь с некоторыми сказками, поэтому хотел бы зачитать. Материальная культура. Давайте быстро пробежимся по ней. Материальной культуре нахчийских племен был посвящен целый ряд работ Крупнова, Е.И., Р.М. Мунчаева, В.И. Марковина, В.М. Казинкова, В.А. Кузнецова, В.Б. Виноградова, А.И. Шавхалашвили, М. Багаева, С. Умарова и другие. Исследование материальной культуры нахчийцев 3-1 тысячелетие до нашей эры имеет огромная научная связь. Тупит Бяхмабил Башлам. Я запись посмотрю. Зайди через YouTube посмотри. Ибрahim, если показывают плохо через Instagram, ты мне скажи, я зайду через YouTube. Скажите, если ненормально, давайте я могу зайти через YouTube, мне не проблема. Напишите. Имеет огромное научно-познавательное значение, поскольку оно показывает уровень их культуры, а также культурно-экономической связи с Ирой Махкахилла. Видео записал и оттуда делал. Брат Варандо, Башлам Марш Вогел, у нас сенсация. Алейкум салам. В чем сенсация? Рассказывайте. Кстати, на Варандоевские горы, к варандоевцам я скоро должен поехать, заснять видео. Материальная культура. Дальше. Это важно выяснение культурно-экономические связи с окружающими народами. Это важно также для выяснения того огромного культурного вклада, который внесли наши предки на определенном этапе исторического развития. Следовательно, это стало основой для дальнейшего культурного развития. Необходимо отметить, что материальная культура нахчийских племен имеет много сходных черт с материальными культурами родственных грузинских и других племен. Этот тезис логично согласуется с фактами, доказывающими их единое происхождение и последующее их сосуществование. Более того, использование концепции генетики популяции для выявления соотношения культурогенеза и этногенеза, в частности, в Кавказском регионе, колыбели ряды автохтонных структур местного населения считаем необходимым. Так, Дикушу, Башлам, хорошо, а там в Ютубе я шум убрал и слышно хорошо, все хорошо.
в нашей работе мы стремимся условно в целях более точного толкования и понимания разграничить материальную культуру, которая касательно материальную, которая касается археологии, археологической культуры, культуры производительности человека, поселения, жилища, орудия труда, транспорт, одежда, оружие, растениеводство и так далее. Так называемая производственно-техническая культура. Естественно, они взаимодополняют друг друга через определенное время. Последнее становится археологической культурой и тому подобное. Таким образом, археологическая культура нами выделяется как реликты, застывшие и определенный момент факт синхронии. Синхрония, да. И как бы материальный след этноса. В свою очередь, производственно-техническая культура – это где-то использование орудия труда и производственного процесса как культуры, этнодиахронная культура, так называемая. Вот так. Здесь дальше идет, смотрите, есть археологическая культура, мы можем о ней зачитать. Есть куро-аракская культура. Я, в принципе, куро-аракскую культуру зачитывал, кабанскую культуру зачитывал вам, майкопскую культуру зачитывал, насколько я помню. Кайкено-Харачоевскую тоже вроде бы я зачитывал. Кабанскую культуру зачитывал. Так, археологические исследования. Брат Варандо пишет. По поручению главы республики выяснилось, что Байсангур из Биноя был из тейпа Бейбулата Таймиева. Из отец Слава Стариков был тейп... Чего? Выяснилось, что Байсангур из Биноя был из тейпа Бейбулата Таймиева. И отец его, по словам Стариков, был из тейпа Билту, а его мать была из тейпа Бено. О нем мало. О нем мало документальных источников, но старики из Ножеюртовского района нам рассказали. Очень странно, мы провели работу огромную, лишь наши старики это знали. Вот ты сейчас говоришь такое, вот красота Биноя является потомком его брата Бойсхара Биноевского. И они биноевцы, я не знаю, кто и как, что там расследовал. Насколько я знаю, он ножеюртовский биноевец, сам это внук или брата Бойсхара Эльжи. И вот он здесь находится. Я не знаю, что за сенсации, кто это нашел, почему, по кому там результату, честно сказать, я такого не видел. Насколько я знаю, Бойсхар всегда был и есть биноевцем. Что он был бильтоевцем, я такого не знаю, не слышал. Если это даже так, это нужно доказать не просто на словах. Поскольку я знаю, ДНК его потомки могут сдать, и у него очень много братьев было, и от этих братьев осталось достаточно много потомков. Будет ясно просто по сдаче ДНК, насколько это достоверно. Поэтому такой информации у меня, честно сказать, нету пока. Духовная культура. Духовной культуры я хотел немножко. Основные мировоззрения и аспекты нахчийцев, чеченцев. На наш взгляд, духовная культура нахчийских племен делится в основном на следующие мировоззренческие аспекты. Культура. Восприятие, отображение явлений, предметов материального мира в
в сознании человека, способность абстрактного мышления, творческого переосмысления художественной образы, графики, живопись, орнаменты, обряды, танцы и так далее. Б. Этика, нравственность, культура, взаимоотношения народа, коллектива, поведение человека, система нравственных оценок и тому подобное. В. Осмысление идеи дела. Вы все знаете, да, дела это вот общее название еще с тех пор до принятия ислама, до того, как ислам появился, главенствующий бог у нахчийцев был Дела или Цела, называли его, около 10 тысяч лет назад, то есть наличие монотеизма. Религия, седьмое, Г. Религия, мифология, изменение представлений человека о Боге, об окружающей среде, в основе которых лежат мифические образы и понятия. Правда, некоторые из них в последующем находят и научно-практические объяснения. Творцом всего земного является какая-то сила, то есть Дела, Бог и так далее. По всей сущности, религия это только нравственная категория. Вместе с тем, религия как продолжение государства антагонизма является его инструментом и атрибутом. Поэтому у Гегеля государство и религия тождественны, но не Бог и религия. Д. Эфир статус. У меня есть вопросы, выйти в эфир статус не позволяет. Задавай вопросы, Горец, можешь задавать вопросы, писать, я отвечу, никаких проблем нету. Философия Д. Философия, воззрение, культура, мышление, которая в практике выражается через язык, так называемая наука, мудрствование и древнее выражение, желание объяснить явления окружающей среды в аксиомах или с помощью пословиц и поговорок. Мелхи, гумки, купчи, дагестанский сброд какой-то. Мелхи это чисто ногчатые, гумки это кумыки, купчи это кубачинцы, дагестанский народ. Что ты 7 МЛРД хотел написать, я не понимаю. Если ты, может быть, ты яковлевский купчи имеешь в виду, купчельги, но почитай, кто Яковлев описал, кто такие купчельги. Какой сброд ты несешь, я не знаю. Походу, у тебя крыша едет. Так, дальше. Почему вы нас не любите? Ведь так, ладно, давайте ответим на вопросы. Раз пришли, Горец 06 пишет и задает вопросы. Почему вы нас не любите? Ведь мы все вам помогли, и мы единственные, которые сохраняют культуру и кровь. Во-первых, мы вас не любим. Это чушь собачья. Никогда таких разговоров не было. По крайней мере, у меня не было. Это уже ложь. Не любить невозможно. Как любишь, ты не любишь близко своих родственников. Так нельзя говорить. Мы друг другу родственники. И когда-то были единым народом. Второе. Мы вам помогли. Мы вам помогли. Это уже какое-то высказывание. Мы вам помогли. Мы вам помогли. Здесь с какой точки зрения ты имеешь в виду, мы вам помогли? А в чем ногчи не помогли своим братьям ингушам? Если ты именно, вот ты ингуш 06 пишешь, да, Горец 06 написал ты. Поэтому вы нам помогли, мы помогли друг другу. Это братья так всегда себя ведут. И мы единственные, которые сохраняют культуру и кровь. Ну, здесь ты, конечно, перегнул. Это, конечно, единственный, кто сохраняет культуру, кровь. Это уже немножко нацизм. Да, ларвелцумнах. Все сохраняют культуру, кровь, многие. Поэтому это немножко из области фантазии. Мы всегда были отдельным народом. Никогда вы не были. До 17 века отдельным народом никогда не были. Не надо гнуть... сказки рассказывать. Самый древний... О, давал. Ты страшные вещи. Самый древний мир. Хорошо, ты древнейший из надревнейших. Ассаламу алейкум муху хабашлам. Алейкум ассалам. Альхамдулилля дину. Это правда. Ну, это правда. Вот видишь, ты сам, как тебе сказать, ты сам поднимаешь тему, которая, вот, ну, здесь люди, тебе, ты же сразу знаешь, что то, что ты говоришь, это какие-то вот, короче, башлам, цахаттар дарсахуек,
Ади сурхо алдам гайзи ляц почти дица цадуц. Но ади сурхо алдам гайзах ляц почти дица цадуц баха. Ну, где можно взять о них рассказать, кроме фольклора? Фольклор это в основном выдумки, мифические какие-то вещи, поэтому более достоверную историческую тему взять я никак не могу. Допустим, Ади Сурхо, многие говорят, что он является представителем якобы Чеберла тейпа. Но нихолоевцы говорят, что он нихло. И прислали целый там набор там мне фактов, что он являлся нихолоевцем. То есть надо это проверить, надо это написать. Поэтому здесь, честно сказать, вопрос заключается в том, о достоверности. Нельзя просто так взять и сидеть, рассказывать того, что не было. Но мы же станем норвийцами. Я не хочу этого. Башлам, Пхамтуа берут начало из Эч-Ахка. Нет, Пхамтуа берут свое начало в Шатойском районе, там, где они есть. Вита 04, у вас только да, Бейлда, ага, про 50%. 50% J2, ты знаешь, сколько это? 750 тысяч. Всей вашей республики нету даже столько количества людей, так что оставь. Против факта не... Вот видите, а потом удивляются, почему ты говоришь, почему сам начал с вопроса того, почему вы нас не любите и так далее и тому подобное. Ну вот видите, такую вот ерунду пишут, конечно. Задавай вопросы, которые по существу. Это смешные вещи ты говоришь. Ассаламу алейкум, да, ты аберки, ты юэль хаваша, дейрес хил Махмуд Умаров, да, сидуэл, дейрес хил, да, духта, шу. Так, это вот вопрос в личку прислали, будет ли вторая часть. Я не знаю, будет ли вторая часть сегодня эфира. Постараюсь. Понимаете, как раньше я не могу делать долгие эфиры. Здесь есть ограничения определенные. Раньше я мог себе там позволить, потому что раньше была возможность друг другу помогать, а сейчас эта возможность сократилась, и я, если смогу час-два провести, это максимально хорошее время. Я очень хочу, и 4-5 часов бы просидел с вами. Вы знаете, я хоть часами могу отвечать на ваши вопросы. Если хотите, мы можем зачитывать и работать. Мы вас прятали у себя, воевали против Давала, да, спрятали. Никто никого не прятал. Воевали вместо нас, прятали. Не надо за нас воевать и за... Башлам, а где жили те древние времена Тайпы, Эрсной, Куршлой, Белхтой, Энхало и другие нахчмахойские, если ты их не упоминаешь, что говоришь про наших, у них вот. На Нахчофрон, во-первых, я не сказал, что я не говорю. Во-первых, я перечислил вам башенные комплексы. От того, что Эрсной, Куршлой, Белхтой, Энхало, остальные Тайпы не возвратили, не восстановили еще свои башни в Нашхике, где проживали их предки, а там очень много развалин, нужно найти, восстановить. Я не могу рассказывать от того, чего там, пойти по фундаменту, сказать, что это вот была 100% Энхало башня, или Кушлой башня, или других, я же не могу. Как построят, я могу сказать. А так, допустим, у Кушло есть башня, но в Курчалойском районе, у других есть башни. Они все нахчмахкоевские, я же сказал, все нахчмахкоевские тайпы из Нашхи. Я этого сказал. А то, что они не восстановили еще свои родовые башни, я не могу этого говорить. Башлам, какой чеченский диалект считается самым древним? Ну, самым древним считается Чеберлоевский и Шароевский, одним из самых древних считается. По крайней мере, было так. Но сейчас с появлением и изучением Кистинского этот вопрос как бы знак равно. Если говорить так, Чеберлоевский, Шароевский, Акинский, Кистинский, вот так дальше можно пойти. Мы были вам братья, признайте это, побойтесь Аллаха. Мы были Богом, в прошлом Бог. Я думал, что мы до сих пор братья. Не знаю, Асёгин Судиба, твои вопросы очень глупые. Тебе сколько лет, я не знаю. Кто ты по национальности, я тоже не знаю. Может, ты какой-нибудь реально нордиец, вопросы ты детские задаешь.
мы вас прятали, мы воевали против вас, там, против кого-то. Ну, уважаемый, я не знаю, против кого ты воевал. Эх, вы у нас Как можно украсть то, что никогда не принадлежало вам? Эх, всю жизнь были, есть и остаются. То, что они 4 года их передали, приписали к Ингушскому округу, это ничего не значит. Потом они сказали, что они хотят быть там же, где были, в Аргунском округе, со своим народом, и их вернули через 4 года. А все куде бах, я не могу понять. Есть на то документы, ваши выдумки и остальное, это ваши личные проблемы. Сам сабал баци, убах ба, башлант эрлой беной, улир, считай, дуйду. ДНК доказывает, что они очень близки друг к другу. Ирвай беной. Бисмилlah. Шапурманс. Ага, рыжая бригада. Хитрый ты очень. Я же рыжий. Ногчи вас, ногчи маусо. Цундер. Хитрых етон. Я на самом деле не хитрый, я простой человек, я с тебя прошу, задавай башлам, это какой-то ребенок или провокатор. Я и говорю, я его вопросы какие-то вообще, на что они, или он явно хочет какого-то хайпа, не знаю. Хотел задать вопрос, не могу выйти в эфир, понятное дело. Задавайте вопросы с Инстаграм, задавайте любые вопросы. Без мата, без всего. Вы можете прямо задать вопросы, и я вам отвечу как есть. Опять же, здесь это эфир ногчи истории, чеченской истории. Башни, петроглифы, тейпы, территория, адаты, национальные герои. Это вот то, что наше. Вот. Соседние регионы, в их историю я не лезу. Я не говорю, вы у нас украли, вы это сделали, то сделали. Я этого не говорю. Я вам зачитывал научные какие-то моменты, вы попросили, я вот как бы отвечаю на вопрос. Эмир Чеченец, что можешь сказать про зандакскую культуру? Зандхуай. Зандакскую культуру я не могу ничего сказать. Зандхуай большой, чистый, исконно ногчи тейп, великолепный тейп, один из достойнейших братьев, которые сегодня проживают по всей территории Нохчичуя и также в Ауховском районе. Активное участие, вы знаете, да, одним из последних имамов считается Алибек Хаджи Зандакский. Зандхуай были очень достойные, надеюсь, и сейчас есть, я имею в виду, и алимы очень достойные. И сами Зандхуай непростой тейп, считается одним из древних. Зандахуай и Дзурзхуай считается, что это одно и то же, уже произошла трансформация, вот как раз таки мы по Джамирзаеву знаем это, поэтому Зандхуай еще не все расследовано. Говорить о зандакской культуре это немножко неправильно, потому что такой культуры нету, она относится к Айкено-Харачоевской, Кура-Аракской, вот в этой области находится, имеется в виду. Поэтому немножко неправильно говорить зандакская культура, по крайней мере в общеисторическом как-то понимании. Вот. Тейп немалый, вот как я и сказал. Что еще можно сказать? Только лучшее можно сказать. Были ли негативные моменты? Да, были и негативные моменты в истории. По крайней мере, так фиксировало, по крайней мере, царские источники писали и пытались замешать зандаковцев непосредственно в войне против там Байсангура Биноевского. Это целенаправленно делалось. Негативные моменты тоже как бы упоминаются. Но, несмотря на это, они являются чистокровными чеченцами и всегда отличались своей смелостью. Эх, и еще несколько тейпов вы у нас украли. Да, давал, давал. Ты паспорта старые можешь показать. Я тебе тоже могу рассказать, когда я был, раз ты не оставляешь в покое, когда я был на открытии мечети, один из представителей, достойных представителей Лам Эхкинского тейпа подозвал меня и рассказал мне историю, которую я думаю и уверен, я спросил у него, ты не против, если я расскажу об этой ситуации у себя в эфире?
Он сказал не против, и он полностью подтвердил. Это было в 71 году, если я не ошибаюсь. Вы знаете, что бамут, 3 бамута, средний, нижний и верхний 3 бамута. В одном из этих бамутов проживали эхки большим количеством. И в 71 году, в 71-м, я хочу, чтобы вы услышали, он поклялся и сказал, что это достоверно, и он может доказать это. В 71 году к нему, к его отцу, еще живым, пришли люди, которые... И один из братьев задонатил, Аллах да саадуэл, будиснак эзашка соудолил да духвахва. Пришли люди, я не буду называть национальность, я думаю, что вы и так догадаетесь, которые сказали, во время, когда будете брать паспорта, запишитесь там такой-то нации. Сила хардушу, запишите, что вы этой нации. 71 год. Чтобы вы понимали, это не 91 год, не 92, не 93. Клянусь вам Аллахом, что этот Лам Эхкей, он живой, и я уверен, что он смотрит этот эфир, и он может вам подтвердить. Его отец, взрослый человек к тому времени, это сказал, что он не будет записываться никаким другим тейпом. Он сказал, я чеченец, хирду, мы не собираемся записываться другой нации. Лам эхкей бош, цен нохчи бош. Как вновь и вновь я люблю повторять, дуаг дуй хок оман, дуаг лазалаш, диган, хок диган тун юй, исан хадвош бола, лам эхкей цен нохчи бола, их словами красивыми не завонить. В 71 году это было, уважаемые друзья. Сила ахирдушу, записывайтесь якобы этой национальности. Клянусь Аллахом, когда это рассказали, у меня по телу пробежалась, дрожь пробежалась. Почему? Потому что я могу понять, если бы, то есть в 71 году, а что, чеченцы, сила абочбу, янохчи сила цахилхуду. То есть это уже говорит о многих вещах, это уже в то время префиксации. Поэтому сегодня, когда рассказывают люди и говорят, вот мы можем показать вам паспорт, на этом паспорте это было записано, то было записано. Вот и результат. Он поклялся хаджем, он был в хадже, этот человек. Он поклялся, что это истинная правда. И он может это подтвердить любому человеку. Это первый факт. Второй факт. Во время того, когда закладывали крепость Грозную, среди уничтоженных сел, вы знаете, где Грозный находится, было родовое село Лам-Акинцев. Если я не ошибаюсь, и даже Галаевцев, то есть где Грозный находится. 26 хуторов было уничтожено и построена крепость Грозная. И эхки проживали в области крепости Грозная, как и другие нохчи тейпы. 26, кто-то говорит 40 сел вот этих, которые уничтожены. Если они не нохчи, кто проживал здесь? Вы думаете, что в то время здесь проживали иные какие-то народы? Нет, конечно. Поэтому эхки живут у себя дома. И кроме 4 лет, которые они перешли к вам, больше они никогда и не были. То, что сегодня живут у вас, там кто-то записал, не записал. Я ничего ж не говорю то, что сегодня записались. Но если вы пытаетесь тем самым манипулировать и сказать, что вот здесь проживали, там, у нас проживают, значит и земля должна быть наша. Нет, не должна. Нет, не должна. Вот так вот и получается, если вы живете в этом селе, сила хердушу, да я злобу, а потом говорят, что Бамут был нашим селом, Ачхой Мартан был нашим селом, Валерик был нашим селом, потому что мы открыли Бог. И гумшевич ашмаду. Шина вещани хоть питантуешь. Да не был он никогда. Никогда он не был. Просто-напросто никто не запрещал. Шевежри галга шайнлупчиги вахошиш, нохчишу хадуили айш, тхун шутхахиет. Но это не обозначает, если вам разрешили поселиться, все остальное, итхадар, берт эл шуяр, кдек шуяр, яхцахиет, что?
original siyahı tıkayı original diyayı söylüşüyor. Şu söylüş sani kaşağıt değil şu. Şu harç meldala. Şu söylüş gat doyl şu. İmyal boğuşuk. Söyle gaz kışt ahittin bekine kuzi. Şu vecri dual bekine kuzi. Lukçe dak boğetana oha hoştin iyutha istori. Tsağılı gılga masta uy her duy boş. Tsağıma tsağılı. Txevejriş duay tsağdu boş mala. Atağına силахир душу, да я зло гунядин ишт боши. Амир, 71 год. Не инстуи. That's it. Da шеймахка ашулк анту зайневел гойч. Шиезер тqيوصل شرع. وي زайневел قزعدش تخشادش سعدو مخاجرت احينا دو تخناقشي دو القمير دين شولت خديرش. شیشو درچ خینا ایکن تالخ چون گرگش نخنا نیت بین چون انتیگه یو ایت دیرش دشنش ها تو شادرش نقش دست خو وین ایخدو ایح درقه بیود شیمه توان برش خونکر مخک ودو دوان سوت امرک الحروالوک انتینا صحبول چند سوگم ای زعنی بول سرا چون نخلت دیک حمدیته ایم جیمک انتو تو شگون حبول شرق بقي شرقية شرقات تخاتن المدري مخاجرة إحنا نقول حالك ها تخدات صرت تخو أدلنا دوي تخو هر دوي أدلنا دول دير ويتون دير هر دنيا ميال دو حيز واشتوق إيش جبتن ده حوسير أردن مخكع إيش جبتن ده حجر إراق مخكع مصر عبول شرق سال شيء مخكع بتن دير خونكر مخكع بتن ده حوسير ها تخو إيش دوي شو إيش دوي تخو أدلنا بوي شو أدلنا بوي أوش إيشت بو أوش إيشت بات شو إيشت بو تخو أو خوايا أو مكا عش بيش شخل تخو إيش وارس واخل تخو إيش إحقي خل يغت خونت إحديات أش شو سيوليش ثاني إين دو بوش نو تخويا ني سيوليش ني يقع عش بيش أو خوايا ما بو أش تخوست خبو أول أش إيش يغ شين üyeş خينا يغ سيوليش غوشا قيتي ها إيش تخدولشي دابغان بو دين تأيس كوزا حيز واش بول أش بيتش بولش بيتشنت إحقي لوروات وابشي عدبتيشي أو خوايا عدبت قبيش عدبت إيش تخق أمدو ألا أو تخا شو سيولي ديك بوشون تخا غوا بوشون تخا أش هوني عدين قوست إيوانو إمام شمين لالن أول أش قيرت سديل قارت سديل سيوليشن يغا تعشو مدلنا دع دوال خي حسن ويقوا واس دال غاز وتقوبل دوال بوشة تيجاحا إقاميش دوش خطأ شون مسألة شون خوش دولشا أو مهكا عشا تغنيش دينا شي إزر إزر إينوا شي يوديرزو يشيوج شي لحت يوديرزو يشيوج أو مهكا نوخشي بوشون أش بيوش بيش خلق بيش تقشو خلش بيش يو أشي نو مدعنا دعتوش بيش As pitan dias beş büyük vursun sadin qan düyçe vat qedek düyçe vat. Tqashu bu tqashu bati haldu o qeyd vat qatsal. Tat awdalhum şu söyle mahkan tani dozna itan taizat isbar qoyot salıq şara. Gasqish kirdan şult ya gasqish dabel iştatu ya söyle. İmuq habaqin datu ya. İxan xillat qatsal xillabat. خلا بات السيوق إتان تخدق لازم بو تسير حتى وشتو تسين واش كشتش مازدكش تخدق لازم ما بوي تخسن شو بالحارئي أش يازن يول يوتشول أش اتوال فوق أحدادو بوشو ليتن يولا ويرز دكلا ديوي هردوي بوش أشيتين دكلات يا خويا زينير أوسيش حدود فيها يا زين وزر وعباني هردوي وجدوي بوش إيه هندي نقش سوليشن خزخي يتردي نقش ليتشنا أتاش ونشال شيرخا وشادر ساق دويخا ويجرق دويخا تأخت سوغا أس ديك دوكشيش دوك بيش بول ديك أتناشينيرش تون وجري بودوات بو أجا سونا
تعبوا بال او الير ورد الير والله تعلير اسمهم Гергалу Лилуш, получается, Аня Гергалу до Олпас, и все. Что там с ковчегом? Нашли что-нибудь? Не знаю. Я ковчег не ищу. Так. Башла му Дину. Делает там цены. Так, что тут дальше? Цхора, они L3, так что шатуются изначально. Вы же прекрасно знаете, называли дзурцуки. Да, да. Юрий Начсевич. Мы знаем, кто такие дзурцуки. Уже все знают. В 1395 году Тамерлан довел нахчийцев до грани физического уничтожения. Оставшихся детей и стариков загнал Нохчи в горы. Неправильно говорить выходцы из Нохчи. Мы 200 лет восстанавливались. Что правильно, что неправильно, давай не будем разглагольствовать. Что касается, если ты хочешь сказать, это мое мнение, ты можешь сказать, что это твое мнение. Но есть факт, остается фактом. Источники и многие этнографы и краеведы говорят, что в основном все нахчмахкоевские тейпы выходцы из Нохчи говорят. Потому что до этого, где они проживали, никто не может сказать. Уничтожены все башни, все селения, сожжены огнем и мечом вырезаны. Осталось 2 минуты. Ты знаешь про Ауховский район? Акинец. Что ты знаешь про Ауховский район? Я знаю все про Ауховский район, даже то, что ты не знаешь. Так, Вежрей, смотрите, Вита 04. До этого момента я сейчас постараюсь быстро ответить. У меня заканчивается трафик, мне нужно перезагрузить. Не теряйтесь, я перезагружу и заходите снова. Постараемся чуть-чуть еще 1 час провести по мере возможности. Ассаламу алейкум, башлам. Интересно, если чеченцы и ингуши были одно целое, то когда прошло разветвление? В 17 веке считается. Шайтабе, Давушева, Ацтак и так далее. Башлам, разница у... Давайте так, Абита 95. Все, кто за Абита, я дальше не смогу, пожалуйста, напишите свои вопросы. Я сейчас перезагружу, Сокилур вас ответить, да. Мне надо сохранить, напишите, и я отвечу вам. Так. Сразу видно, кто из норнийцев, кто не из норнийцев. Особенно
особенно... Так, задавайте вопросы, и мы ответим, иншаллах. Если ты хочешь услышать, что сказал старик, посмотри первую часть эфира, увидишь. Я его загрузил. Муса Ахильгов. Ассалам алейкум. Хочу задать вопрос и услышать ответ Баслана. Вопрос такой. Правда, что все пророки, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, евреи? Заранее все пророки, кроме кого? Нет, неправда. Поскольку евреев как народ не могло быть во время Адама, по крайней мере, пророк Ноха и многие разделения на появление, насколько я помню, исторически, если я не прав, можете подсказать, разделение семитского племени на арабов и евреев произошло во время пророка Ибрахима. От него уже как поделились. Насколько до пророка Ибрахима, Авраама, говорить, что были они евреями, маловероятно, потому что евреев не было как нации вообще к тому периоду. По крайней мере, я не слышал ничего подобного. Башла массу могшпархт ашбуй Бабилон. Альхамдулилlah. Кто его просил записаться как ингуш? Конкретно кто просил, он не сказал. Да, это потомки Галвай. Я не знаю, кто потомки Галвай. У каждого народа был послан пророк, из них среды, а пророков было 124 тысячи. Нет, он имеет в виду одни из тех, которые известные, наиболее упоминаемые. Лично я на Валерик не претендую, да и ее Абадиев проиграл, но до Ачхоя точно наша земля давала, да и лавал. Вот Валерик основали то, нарнейцы, вот то сказочники, конечно. Ни Валерик, ни Ачхой Мартан, ни Бамут, ни Ахко, ни один из этих поселений не основали. Ни один. Так что вы между собой пообщайтесь, там факт, не факт доказывайте. Я даже реагировать на это не буду. Эти сказки, конечно. У нас зафиксировано все есть, кто, как, когда основал. Поэтому... Да, конечно. И твое вот название тоже. Ассаламу алейкум, ваша башлам, ассаламу алейкум, Ибраим, всем братьям и сестрам, алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. В первой части эфира было много вопросов, пожалуйста, повторите их, чтобы я смог на них ответить. Ты дурак, ой, дурак. Чечен, при чем тут? Нохчи, народ, Нахчи, понимаешь? Так что оставь, да, не заставляй меня говорить, ассаламу алейкум, дошли слухи, что здесь болтают. Ибраим, да, здесь болтают, как всегда. Понимаешь, как всегда болтают сказочники. Вот так и просто заблокируй меня, заблокируй. Он написал Г, 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 Ф, Ф, Г, полное Г. Зашел и несет здесь пургу, начиная от Валерика, заканчивая... Оставь дураков, конечно же, вот, ждет реакции. Ну какие аварцы, аллилуйя. Вот об этом я и говорю. С ума с гулькин хвост. Айдейл, да, даял. Аяла, дейл, да, я, да. Аяла, освободи. Домой. Давай, пошел отсюда.
ويرون سунуq кузяйся. Ой, дым элмасанахиш, мне в лицо скажите, если вы мужчина. Ибраим, в лицо алиш баш баларим. Пророк Нох тогда из какого происхождения? Просьба, вопрос по неправильному направлению. Национальности в то время как таковой никто не может назвать его национальностью уже. Никто. Понимаешь? Вот в чем проблема. Я не могу сказать его национальность. Была ли в то время национальность? Я очень сомневаюсь в этом. Вот. Вообще языки до пророка Ибрахима, алейхиссалам, считают, что были арамейцами. Но опять же, я боюсь ошибиться. Здесь должно быть знать, нужно знать хорошо историю религии. Поэтому нужно смотреть. Надо проверять. Ну, я не слышал, чтобы какой-либо нации был, ну, что он там был этой или этой нации, я не могу сказать. Конкретно кто был там, уже упоминает Иса, алейхиссалам, Муса, алейхиссалам. Вот они, их можно назвать, что уже они относятся к еврейской нации. А более выше Ибрахима я не могу сказать. Поэтому вы не удивляйтесь, дураки всегда заходят вот такую чушь несут. Ассаламу алейкум. Честно сказать, Аллахи, ответить Цедал Ушмаватцу. 5 секунд просто-напросто мог заткнуть. Насчет Чечена, Нижней реки, Аргуна, Чечен и так далее. Назови год, когда это было, можно было сказать. Все. Когда это было? Год назови, дату назови, кто это сказал, когда это сказал. И потом показать ему документы и прямо приклеить ему степлером черепок его дебильный, пустой, блин, который не знает ничего, ни своей, ни чужой истории. Но я же не лезу, я не говорю, кто такой Га или кто такие остальные там тайпы. Я же не лезу туда. Я и тоже, Ибрахим, и Бакаса, ни Нох, ни Адам, вот, ни первые, по крайней мере, первые 4-5 пророков, но вряд ли имели национальность. Я очень сомневаюсь в этом. Хотя, с точки зрения науки, истории религии надо узнать. Опять же, кто написал, конечно же, евреи скажут, что он у нас там, Ноах записан, значит, он наш. Почему? Потому что и Тора, и Инжил, и Коран, они все записаны, упоминаются. Но какого народа они были, это уже сложно сказать. Если человек конкретно хочет подвести к тому, почему мы себя называем потомками Ноя, Ноха, вот если к этому он подводил, это другой ответ. Каждый человек может сказать, что он потомок Ноха, алейхиссалам, если он верит и религиозный человек, потому что после потопа никто не выжил. Семья там Ноха, там есть, конечно, некоторые вопросы по поводу того, что там еще были люди на ковчеге, не было людей на ковчеге. Это уже другая тема. Если он к этому подводит, почему? У нас есть обоснование, да? И об этом и пишут и древние армянские источники, и уральские, вот шумерские. Мы как раз к этому все. Первое место обоснования у озера Ван. Ну и многое другое. Это совсем другая стезя. Задавайте вопросы, если у вас они есть, конечно. Было много вопросов в первой части, но время закончилось, и мне пришлось перезагрузить, и я потерял эти вопросы. Так что не подумайте, что я не хотел ответить на эти вопросы. Я с удовольствием ответил, но время закончилось, а при перезагрузке... Ибрахим, если есть в Ютубе вопросы, что у нас по количеству там людей, если есть вопросы, дай знать, задавай, переноси, и мы обязательно ответим на ваши вопросы.
Бейбулат Таймиев был Бельто. Джавадхан был Белхто. Эски Наиб был Чертова. По мне известным данным. Талхик был Кушло. Батуко был Пхамто. 90 человек. Да. Шуайб Мулла Центароевский Шуайб был Цуантру. Черту эфире валам башлам Антипон ТВ. Вот. Кого еще? Оди Мулла был Шоно. Ибрахим Мириму был из шумерского города Ур. Здесь, Омар, здесь речь не о том, с какого города он был. Какой национальности относит. Вот что, в чем был вопрос. Бено Бенасси, Старая Гвардия, Башлам чемпион, ДРС, какой там чемпион? Башлам, боевое искусство наших предков до имамата. Я слышал, что колоть с острым концом считалось позором. Это факт или нет? Это факт. Режущие раны. Не кололи, режущие раны. Тот, кто колол, считался самым подлым трусом. Наносились только режущие раны. Нахчеван и Арцах. Об этом много я зачитывал по поводу Хасана Бакаева. Считается, что это место обитания, первое место обитания Нахчи народа. Оттуда уже после потопа от озера Ван и с этой местности началось распространение и ареал проживания Нахчи народа в древности. Дальше ушли в центр. Ну, кстати, об этом Леонтий Мравелли тоже, кажется, пишет, да? Что ушли дальше в горы и заселились уже в центральной части. Вот. Есть версия того, что отсюда ушли туда, есть версия, что оттуда пришли сюда. Обе версии, все зависит от того, где же на самом деле находится Ноев ковчег. До сих пор доподлинно неизвестно, где он находится. Есть предположение, что или на Арарате, на местности Джудди, или же, вы знаете, да, Джудди это возвышенность, или же Чеберлой. Вот две версии, которые предположительно считается, что они есть. Оша, чтоб ты знал, озеро Ван это и Кавказ и есть. И озеро Ван, и Чеберлой Муах это все Кавказ. Понятия Закавказья нету, это все Большой Кавказ. Арарат гора это Кавказ, Закавказье это тоже Кавказ. Южный Кавказ, Северный Кавказ. Deutschland über alle. Я, sehr gut. Потому что язык сохранили мы. Ну, сохранили это хорошо, да. Тут я с тобой согласен. Это ты по уральским надписям говоришь, да? Хурицкие, уральские надписи, которые можно перевести. Ну, армяне тоже претендуют на это, хотя совпадений у них не так много, но они всячески прикладывают усилия. Благо, не столько вразрез идут с нами. То есть они не пытаются у нас украсть, присвоить, так, слегка. Кстати, Башлам видел надгробие села Хиндуай, у них есть нарисована треугольная форма в виде ковчега. Я видел это. Я это видел, фиксировал и показывал. С чем это связано, честно сказать, я до сих пор не могу. Потому что, насколько я понимаю, эти кладбища считаются очень древними. Насколько достоверна информация о том, что они являются нашими, более древними, которым 900 или 1000 лет. Чечен Аул ранее называли Цьеч Эвлпха. Муса Ахильгов.
Не слышал такого, честно. Задайтесь вопросом, откуда в горах Хэнду? Дуовое это, вы знаете, да, место, которое Дуаханнах Улмахашун, приспособление для ловли рыбы, которая попадает, рыба заплывает и не может выползти оттуда. Ловушка Дуа. Хинду. Я не говорю, что хинду это обозначает, я вообще говорю. Я не слышал этого, честно сказать. Разные версии слышал. Я не говорю, что это невозможно, это гипотеза, вполне возможно, что она существовала, но подтверждения должны быть. Для кукурузы. Да, абсолютно верно. До из плетенных вот этих плетеные были, чтобы кукуруза не клевали, ни птицы, и не сгнила, ее ложили в дур тоже, абсолютно верно. Сетка такая из плетенки дуа олархтунах. Тем не менее, там про воду и дуа ловушка. Да. Я генау. Рамзан Ламанхо. Сегодня я еще не успел закинуть. У нас есть разоблачение пара антифейковское. Еще раз я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые друзья, у меня, к сожалению, нету вот этого рисующих графики. Когда я пишу фейк на картах, которые закидывают наши соседи, я не против республики там соседней, нет. Я против, там есть участки, определенные участки, где находится Очкой, Мартан, Сердоводская, Асиновская, Бамут и та самая часть Галанчорского района, ныне Серноводского района, которую они включили в эту карту и говорят, что это бывшая якобы все время эти земли были наши, рисуют вот эти выдуманные карты. Поэтому я опровергаю. А я не против, валлахи, биллахи, талахи, ничего против не имею, там, соседей. Просто из-за того, что они включают чеченские селения, чеченские земли, только поэтому опровергаю. Свободно, вежри, обаргзелема, зудтайпана, милхиллаха и шун. Честно сказать, не знаю даже. Башлам, знаешь что-нибудь про станицу Пионерская, Чишки? Долгое время там была данная таница. Была данная таница? Не понял вопроса. Башлам, ты не в курсе, примерно какой процент наших соседей сдали анализ ДНК? Ола, это может сказать только у нас, я знаю, в Чечне они сдали даже и 40%. 40% даже не сдали у нас. Это я точно знаю. Это я не знаю, ваше, там какое количество. Несколько раз разоблачали, говорили, что там тоже небольшое количество сдали. Ну там знаешь как, вот ты сказал одну фамилию. Если они сдают одну фамилию, там один человек, они думают и умножают это ДНК, они умножают автоматически на эту фамилию. Ты понимаешь, о чем я говорю, черту? Там, допустим, Махмудов один сдал, вот они думают, что все Махмудовы имеют ту же самую ДНК. Так бы и у нас там один сдал ДНК и сказал, все, кто там из-за этого тайпа являются, но это неправильно. Поэтому, насколько я знаю, я не могу говорить, сколько там сдали. Честно, я не знаю. Это нужно спрашивать непосредственно по груди. Может, он знает. Я не знаю. Так. R1 мало просто не показывает проект, чтобы легенда про трейдинг не пропала. Я не знаю, честно, мне дела нету до них.
более важно, что у нас. Да. Сумаша. Сегодня один человек только задонатил, и этот донат пришел, и я вам зачитал. Если задонатили, мне наоборот, чем больше я рассказываю, чем больше, если бы люди прислали, мне важнее было бы об этом говорить в эфире. Имеется в виду благодарить. Я ни от кого ничего не скрываю. Ни про что, в принципе. Единственное, что прошу, личные вопросы, там, Зудьяль, ой, гори, вожи, вот это я в эфире не люблю обсуждать. Шутить это одно дело, а остальное я всем всегда открыт. Меня черту очень часто ругают, не обращая внимания там, и так далее. Ты много уделяешь внимания. Нет, я просто со всеми открыт. Кто спрашивает, всем отвечаю. Сегодня вот ты спрашиваешь, в личку прислал вопрос, я тебе говорю, один человек задонатил, я зачитал. Чем чаще донатят, тем длиннее я могу делать эфиры. Если меньше, то, само собой, возможности у нас ограничены. Всегда уж ты где шелся, по крайней мере. Он час-полтора провел, у меня уже 80% зарядка ушла. Сейчас придется садиться на свое фирменное место, потому что там рядом розетка, надо поставить на зарядку. Задавайте вопросы. И что-то вы притихли. Ибраим, задавай, если в Ютубе есть вопросы. Я знаю, что в Ютубе очень много. Здесь тоже немало норнийцев. Задавайте вопросы. Легенда Вольф 95. По ДНК. ДНК. 100 раз повторяюсь и 100 раз скажу вам опять. ДНК не показывает национальную принадлежность. ДНК показывает родственные связи. Кто от кого произошел. Башлам Инстаграм страницы Хаиллан Дукханюй Машуду. Йол уже. Свободная Ичкерия. Инстаграм страница у меня с 2013 года. Но я ее вел там непосредственно там какие-то философские мысли, раньше и политические были. Я это тоже убрал, очистил. С 2013 года у меня Инстаграм страница. А активно эфиры я начал вести с 2018 года, когда получил несколько видеосообщений, аудиосообщений, очень сильно, которое задело меня. Почему? Потому что там обсуждался мой народ. Все ногчи женщины, молодежь, то есть очень грязное сообщение. И я себе дал слово, что, иншаллах, да, по своей специализации, моя первая специализация история, исторический факультет я закончил на красный диплом, что дам ответ до тех пор, пока ложь про мой народ полностью не опровергну. И вот так мои бои начались с 2018 года. С 2013 года я ни разу не упоминал, никого не трогал, ничего. То есть как бы вел свою страницу с 2013 года. Вот. Инстаграм, Твиттер у меня. Раньше Твиттер был. И сейчас есть Твиттер. Инстаграм, Твиттер, потом Фейсбук и так далее и тому подобное. И еще задонатил брат Аллах Даса Дуэл Болдиснак Эзашка Соудолил. 2 человека уже задонатили. 2, точнее, так показал сразу. Да, Болдиснак Эзашка Соудолил. Так что страница у меня с 2013 года. Вот так и ведем. Эфиры прямые мои у меня были с Иордании, Урду Муахк. Умкар Муахк я вел эфиры. Панкейси я вел прямые эфиры. То есть оттуда представители.
С Грузией вел прямые эфиры, с осетинами вел прямые эфиры, с ингушами, само собой. С Сюйлю вел прямые эфиры, с Гумки вел прямые эфиры. То есть там один академик там пришел в эфир. Там. Далее я узнал, что он умственный, конечно, болеет, то есть с головой не в порядке. Так что эфиры я проводил со всеми, в основном с соседями. И с адыгами, и со всеми проводил эфиры. Вот так вот и было. Дальше вопросы, вопросики. Нет, миллионером я не стал. Зарабатывать никогда на этом канале я не зарабатывал, имеется в виду. Да, благодаря этому каналу мы получили очень много людей, прислали разные книги. Вот, флаги, на рекламе я где-то, может быть, за все эти 4 года на рекламе, может, 3-4 я заработал за рекламу. В основном все мне попадались бедные, просили, чтобы там за 100 рублей и так далее и тому подобное. Я не стал даже пачкаться, бесплатно делал. Поэтому, по мере возможности, конечно, 3-4 тысячи за рекламу. И то их я использовал для работы. А так, да, кофе, шоколад, макалад, там, подписчики с Европы, особенно братья с Норвегии прислали там кофе, с Франции прислали кофеварку, там, вот такие вот донаты интересные были. Мед присылали. Вот так вот. Братские сгревы были. Разбогатеть, конечно, не разбогател. Башлам, дегорцы, они нахи, нету такого понятия нахи. Нахи это неологизм, выдуманное слово Мальсаговым. Понятия нахи нету, есть понятие нахчи. Что касается дегорцы, нет. Дегорцы мусульмане, но говорить, что они нахчи, я не стану. Они сами кем себя чувствуют, пускай они сами скажут. Родственные нам вполне возможно. Они братья по религии нам, поэтому так вот. Не люблю приписывать чужие общества, которые сами себя того не чувствуют к себе. Я даже по поводу тушинцев, пшавов, хевсуров, сванов всегда говорил. Записаны там близко родственные к нам. Когда-то считается в 14-15 веку, что они были нашими. Не больше. Но если они сами считают себя сегодня грузинами, они таковыми себя считают, то от того, что я буду говорить, что вы когда-то были нашими тайпами там или обществами, это будет ли это правильно? Нет, конечно. Кем они хотят быть, тем пускай они останутся. Это, конечно, просто видел видео в Ютубе, где говорили, что у нас с ними по ДНК родство. Да, родство по ДНК, если ты задаешь, абсолютно с тобой согласен. Вежри, еще один вопрос к вам. Может человек из тайпа примерно Мулку себя назвать потомком шейх Мансура? Потомком шейх Мансура, да, он может себя назвать гипотетически. Почему? Любой представитель Нохчи народа может сказать, что он потомок Нохчи. И еще один брат задонатил через Тиньков. Аллах да оставил 3 человека, да, уже 3 человека сегодня задонатили. 4 человека сегодня задонатили. Аллах да оставил болдиснак эзашка соудолил. Даже через Тиньков пришло на Сбербанк. Да, духуахуа. Мулкуа может себя считать потомком шейха Мансура, потому что и Мулкуа и является исконно Нохчи тайпом. Шейх Мансур является тоже. Через PayPal можно. Babylon. Через PayPal нельзя, к сожалению, PayPal в России не действует. Через YouTube есть Donation Alerts, называется. Через YouTube, если ты через YouTube зайдешь, там есть программа, можешь задонатить с Европы. Или же там же есть на YouTube ссылка на немецкую карту. На него можешь отправить, это тоже дойдет. И Санейно Шу, он живет в Германии. К сожалению, в Россию сейчас можно только через МИР, вот такие вот карты. PayPal не работает. Можно через Donation Alerts, она тоже сразу отправляет на карту донаты. Конечно, по мере возможности. Так, если просто хаишт
Дегдерна, ДРС Хилда, Духуа, Далсадо. О чем я говорил? Да. А прямо говорить, что он прямой потомок, реально по крови является потомком шейха Мансура, он не может. Если он потомок имеет в виду, я уверен, что Мулко говорит потомок шейха Мансура. Почему? Потому что он, Мулко, является чистым Нохчи. И шейх Мансур является Нохчи. Потомком Нохчи он может упоминать, но здесь не прямая родственная связь. Прямая родственная связь, так могут говорить только Эльстанчхуай, который является шейх Мансур Ушурма, и его Нейнхуай. Если я не ошибаюсь, его Нейнхуай были Чинхуай. Шейх Мансур по-матерински Чинхуай, по-отцовски он Эльстанчхуай. Вот так вот. Антро Ибраим скинул, Babylon, видишь? htt 3w donation alerts.com/r/r башлам написано. Вот Антро Ибраиму скинуть и на он ссылка. Вот по этой ссылке, кто проживает в Европе, может задонатить. Репетитор в Грозном. О, что-то новое. Что-то новое. Поэтому... Чинхуай Элдермахчуксу, если я не ошибаюсь, да, шейх Мансур. Так что Мулкуай имеет право писать, что он потомок шейх Мансура, потому что шейх Мансур является представителем Нохчи народа, и Мулкуай является исконно Нохчи тайпом. С мулкоевцами, вот как ни странно, прямое родственные отношения были у моего тайпа Эшбатвы. Особенно старшее поколение рассказывало о том, что с одного села. Мы с тобой с одного села, репетитор Грозный. На чем я? Что-то... да. Мулкуай Эшбатвы. Очень близко родственные. Два тейпа считается. Но есть и предания, которые говорят, что Мулко был старшим братом, Эшбет был средним братом. Вы слышали это предание, рассказывал, да? И Цеси был младшим братом. Есть это предание, которое зафиксировано, которое передается из уста в уста. Вот, что они вместе были. Но потом из-за Цеси не нашел немецкую в Ютубе. Не нашел немецкую карту в Ютубе. Ибраим, скинь номер немецкой карты в Ютубе. Здесь Babylon скинь. Собачка Babylon, укажи Babylon'у прямо. Ибраим, ответит Яшана. Его Babylon, нижний дефис 95, али собачка дели. Указывай ему номер вот этой немецкой карты, закинь ему, чтобы он мог увидеть. Да, дядька мой, живет уже 30 лет почти что. С 93-го, 2023, сколько? 30 лет он живет уже в Германии. Башлам, что можешь рассказать про тейп Ялхарвай? Некоторые говорят, что тейп акинский, другие нет. Честно сказать, про тейп Ялхарвай я могу сказать, что он близко родственный акинцам. Хуай. Бу беркела, хуай бу. Тейп такой знаю. Акинцам их относят, многие говорят, что они акинцы. Сами ламакинцы говорят, что Ялхарвай, что это их, как бы от них. Но это то же самое, как из ряда того, что некоторые орства являются потомками ламакинцев.
то же самое. Я не хочу вводить людей в заблуждение, говорить, но скажу так, они одна кровь. Оши гергер будешь, сап будешь. Я не хочу влазить в внутренние тему, разбирать их, говорить, что Ялхарвай это отдельно, Эх, это отдельно, нет. Это все одно целое. Вот. Относятся они к Уарствай или относятся они к Эхе, они и те, и другие являются друг друга родственниками. Бяхман Белуш. Что там такое? Давид Саид. Если у тебя карта МИР, брат Саид, мой номер я тебе отправлю. Если у тебя карта МИР, по этому номеру можешь задонатить, оно дойдет до меня. Саид. Это номер, Цани. Это виза и МИР, они все связаны. А если тебе нужен номер, именно к которому мой МИР привязан, вот сейчас я тебе скину. Он у тебя вроде бы есть. Вот к этому номеру привязана моя карта МИР. А что можете про Тэйп Хуай рассказать? Хуай, наши стражники, наши пограничники. Что можно о них сказать? Очень старый Тэйп. Всегда охранял наши пограничные. Задонатившие сегодня мои братья. Асламбек, Аллах дал саадуэл. Умар. С надписью «На борьбу против нарнийцев». Вот такой донат прислал. И Адам. Все-таки я правильно сказал. 1, 2, 3. 3 человека задонатили. На борьбу... Умар, да, Саадуэл, особенно сообщение на борьбу против нарнийцев. Это, конечно, против нарнийцев. Да, в принципе, ты прав, абсолютно прав. Потому что они в основном и рассказывают сказки. Вот. Хуайтейп, упоминание Хуайтейпа я заметил где-то еще приблизительно на карте 12 века, где-то или 13 века заметил. Упоминание Хуайтейпа есть еще во времена Тамерланова нашествия. Как и упоминание Эльстаншхуай, как и упоминание Уарсуай, как и упоминание Садуай. То есть я нашел эти тейпы и Дышни тоже. Во время монгольских некоторых сражений, которые были здесь, они упоминаются. То есть эти тейпы упоминания. Поэтому и Галай есть, Галай тоже есть, Гунуай есть. Такие вот тейпы находятся. Я не говорю, что других нету. То, что я нашел, упоминания вот в сражениях разных, там, перипетий, кого там подкупить пытались и так далее. Но я немножко проблема в том, что я не упоминаю, потому что там есть очень негативные моменты, которые могут больше к распрям привести. Нету. Зандаковцев я не нахожу. Вот именно. Донат Хой вымерли, как мамонты башлам. Бену Бенаси, ты прав, брат мой, прав. Удиду. Это жизнь. Это жизнь, братан. Упоминания борьбы именно во время монголов, как Зандхуа, нету. Вполне возможно, что они в то время носили свое старое название. Дзурцхуай. Вот это нужно посмотреть, поскольку селение и тэп Зурцхуай у нас был. Хоть где-то у нас. И, конечно, есть аудит хоть где-то. Чего стоит один Алибек Хаджи Зандакский на вес золота. Поэтому не говори такие слова. Вопросы, Ибраим, если есть вопросы с Ютуба,
Люди, задавайте вопрос, не стесняйтесь. Когда уже подходит время отключаться, остается 2 минуты, вы присылаете мне столько вопросов, и мне приходится отключиться, потому что дальше уже вести не вариант бывает. Лучше задавайте сразу вопросы, давайте поговорим с вами об этом. Отправил Бах Ибраиму. Все, ДРС Хил Ибраим дал дупахуэль. Так что... Какие вопросы еще есть? Так, личный вопрос, подождите. Что выбираешь, доллар или евро? Что сильнее? Что можешь прогнозировать по этому поводу? Ну, во-первых, мне все равно, несмотря на то, что сегодня евро и доллар сравняли свои позиции, и между ними буквально 50 копеек, 30 копеек, я, конечно, больше уважаю, ценю евро. Но, насколько известно, если вы меня спрашиваете вообще, куда прогнозы и анализы этого вопроса вкладывать, вложить, я бы вложил бы без разницы и в доллар, и в евро. Но доллар — мировая валюта, которая стабильна. То есть нету такого, что доллар 18, там, не знаю, 19 века, что он упал, что он не принимается. Если у вас есть доллары 19 или 20 века, они сегодня стоят в 7 или 10 раз дороже, чем обычный даже доллар. Это говорит о многом, и поэтому нужно это понимать. Что касается евро, я думаю, евро укрепится. Все зависит от времени. Из-за этой ситуации на Украине, из-за того, что сегодня Америка поставила в такой тупик всю европейскую экономику, не только ковидная ситуация, а именно Америка, прекрасно зная, что у европейцев нету такой военной мощи, заставила, не скажу, что заставила, но поставила перед такими условиями, под разными предлогами. Сайд задонатил, Сайд Хусейн. Сайд Хусейн, да, Сайд Уэлл, да, Духва Хуэль Будиснек, Эсашка Соудо Лил Весенде. Да, ла, массу очень нахларвяше Сайд Уэлл. Подвела его именно к тому, сколько, вы знаете, да, Америка является одним из лидирующих государств, которые тратит на свою оборону огромные деньги. Но Европа не рассчитывает, они не тратят такие огромные деньги на оборону, нежели чем Америка. И несмотря на это, они их заставили в это вбухивать, закупая сегодня, ну как вам сказать, сегодня европейская экономика фактически получила шок от того, что им нужны такие огромные деньги, не считая там газовые, нефтяные проблемы, все нужно закупать. И резкое понижение евро зависит именно от этой ситуации. А все оружие, которое закупают для Альянса, для всех европейских, западных европейских государств, стоит, догадайтесь, у кого они должны покупать, у кого они должны закупать, или у кого они должны просить разрешения, чтобы это делать. Конечно же, у Америки. Само собой, американская экономика, военная мощь и ВПК усиливается, европейская, к сожалению, падает. Но надежды на то, что евро укрепится и экономика Европы станет сильнее, есть. Вот так я скажу. Башлам Дудар Эрлоевского гляцндейца, интересно, Дарсун. Дудар Эрлоевский, я не знаю. Дударовы есть, Акинских Дударовых я знаю. Вот про них я знаю, которые очень много написано, очень много ссылок. Они, кажется, Дударовы сейчас Осетии, которые непосредственно
считаются прямыми там потомками акинцев, опять же. И они считают, что вот отсюда их корни. Ну, все источники фактически, полевые материалы об этом говорят. Башлам тхаюрта ацьечуа шаш эхкигар дубах. Вполне может быть. Вполне они могут сказать, конечно, многие орсхоевцы говорят, что они потомки акинцев. По крайней мере, официальные ссылки на это есть и пишут. Я много раз, это не одна ссылка, а много очень ссылок по этому поводу. Вот. Но в любом случае, цечуай буду, цечуай сун больше, войдо час, вот цечуай шабиш ночи больше, цачаш цечуай ду ночи ду, эхкай дуца олца, орствай дуца олца, просто сейчас ночи ду, цечуай тайпан ду олца. Шумаха умалту, ой, с однокурсник уж. Саша вари даишкер дуинда, шаш, орствай ду, цечуай ду, ночи ду олба. Есть и такие, поэтому ничего такого нету в этом. Может быть, какая-то ветвь, но чтобы вы понимали, из-за Шамялик, это же один участок земли рядом. Акинцев, ламакинцев, когда после того, как их предали, завели с той стороны царские войска, начали за непокорность уничтожать, взрывать их башни, они начали потихоньку спускаться. Спустились в область Сеч-Эхки, Мерджи, и потом оттуда, вот дальше Бамут, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, имеется в виду вот в эту область, Шап-Миюрт и Вабиорша. Вниз начали идти, Котар-Юрт, ну, я имею в виду Самашки, это Уабалнаши, Нестеровки, уж Уабалнаши. Вот так же происходила миграция с запада на равнинную территорию. Брат заказывают мне в последнее время образы наших национальных героев то на ворота, то на стены наши молодые братья от своего. Это своего рода достижение. Да, это не достижение, это наконец-то наша молодежь начали просыпаться, начали активно показывать себя. Кто такие качкалыковцы? Качкалыковцы — это чистые ногчи. Так их начали называть по речке Качкалык. Конечно, кумыки начали называть. Мичикизовцы, качкалыковцами начали называть, соседи гунки начали называть. А это те же самые чистые чеченцы. Они по речке называть начали. Но это что же самое, аргунцы, мартанцы, Ачхой-мартанцы, Урус-мартанцы, там, или шаложинцы, по речкам, если, или гихинцы, ну и так далее, и тому подобное. Там какие еще есть? Портагинцы я не слышал, но если бы по речке кто проживает, сунженцы там, допустим, то же самое было бы. Смысл, чтобы ты понял, я тебе объясняю. Качкалыковцы — это ногчи. Мизджеги ногчи, дзурдзуки ногчи, кистинцы ногчи, кистеби ногчи, кусты ногчи, чеберлоевцы, шароевцы, шатоевцы, галанчошцы, ногчи. Вот. Я только за свои говорю. Относятся к ним, если вы спросите, к определенным названиям наши соседи, братья, да, название кистинцы относятся, гаргарейцы относятся, мечекизовцы, качкалыковцы это не относятся. Ну, если бы сказали аксайцы, допустим, относятся. Один из братьев там начинает мне говорить, ты не прав, ты везде рассказываешь и говоришь, ауховцы, это такого названия нет, это все акинцы, нет, неправда. Исторически эта область не может быть акинской областью. Документально нигде не зафиксирована. Документально она ауховская низменность везде зафиксирована. И все, кто проживают в этой низменности, автоматически становятся ауховцами. Если ты припишешь к нему и пытаешься сделать чисто акинский мохк, это неправильно будет. Почему? Потому что остальных ты автоматически туда убираешь эти части. Эхкий мохк более компактный, меньше, а аух мохк он больше. Башлам, правда, что мечекисовцы это искаженное название емечек.
Чикюч, под которыми чеченцы известны. Нет, Мичик, от реки Мичик они называют. Кумыки нас называют Мачыгышлар. Вот, это их название. Поэтому, как они, что там... Ну, это их название, это не наше название. Емичик-кюч я не слышал, а Мачыгышлар слышал. И мичикизовцы слышал. И качкалыковцы. Они есть у Семена Броневского на карте есть даже. Я ее где-то принес, если вы хотите, мы можем. Подождите минуту. Моя. Яма. Давайте сейчас я вам... Что делаешь? Ева. Да. Так. Сейчас мы... Давно не показывали. Сейчас, подождите. Ах ты ж. Ах ты ж, сын космонавт ж. Так, сейчас. Сейчас забабахаю вам. Карту откроем, чтобы было видно. Чтоб тебе пусто было. Сейчас мы освободишь внешнюю карту. Мы сейчас сделаем. Так, что у нас здесь? Фото. Так. Для тех, кто живет за границей, кто хочет помочь донатам каналу. Так, на имя сайта Баркала отправил бессменно. Все. ДРС файл. Сейчас я вам покажу. Как же нас называли Броневский Семен. Да, бауёши койгаш. Разные цвета. Чисто ногчу бауёш, он чисто ногчу бау освободил. Сейчас мы white. Так, освободил white. Вот, алсиш. Какая красавица. Штака. Есть у нас такого цвета. Тоже наша. Есть такого цвета. Есть такого цвета. И золотой цвет, white, вот так оставим. Не смотрите на экран там. Так, сейчас мы вам покажем двигатель. О! Освободилось. Хочу, чтобы было видно. Так. А то... Чтобы правда дороже. Ассаламу алейкум, ночи всем братьям мусульманам. Ва алейкум ассалам. Так. Просто хотел под лампу, чтобы было видно более или менее. Так. О, Алатыча. Так, смотрите. Чеченцы, независимые чеченцы, кумыки. Так, если я не ошибаюсь, андийцы. Так, сейчас, подождите. Чтобы было видно. Матрица. Нет, я всегда включаю. Карта. Издание Семена Броневского. По описанию Кавказа. Состояние Максима 1750-1820 год. Видите, да? И смотрим, что говорит Семен Броневский. Опа. На Кипр.
Дикхагайт. Чтобы было видно. Смотрите. Вот где записаны ингушцы. Вот их граница. Вот. Заканчивается здесь. Сверху, видите, да? Это малые кисты. Чтобы было... Ну так. Вот, кисты малые. Дальше. Здесь карабулакцы. Видите? Надеюсь, видно. Так. Вот написано карабулакцы. Вот. Дальше. Независимые чеченцы. Чтобы было видно, от малых кистов и до Андийских гор это Галанчожский, Итумкалинский, Шаройский, Шатойский, Чеберлоевский. Вся горная часть, это кистинцы, большие кистинцы. Видите, да? Кисты. Чтобы ни у кого не было соблазна говорить, что это не так. Карта не моя, не я ее делал. Реки Мартанка, Мартань. Видите? То же самое. Многие говорили, что якобы Фартанга. Здесь они написаны как Мартанка. Вот. Смотрим дальше. Что написано? Мирные чеченцы. Кабарда. Верхняя часть. Назрань. Земли даже Назрани не столько входили. Видите как? Дальше. Смотрим. Написано. Мичикизы. Видите? Мичикизы. Так. Так, подождите. Друзья, как всегда на самом интересном заканчивается время. Уже 2 части. Ну да ладно. Поскольку я взял карту и хочу вам показать. Не теряйтесь, я сейчас перезагружу. У нас есть еще немножко трафика. Заходите снова, и мы продолжим, я вам покажу. Не теряйтесь. Свои вопросы сможете сразу задать. Ибрахим, на паузу поставь, я сейчас перезагружу и зайду снова. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Так, Сайдоса, красавчик. Так, Дику, Сайдоса. Чего Дику? Так, и я вам обещал показать дальше. Вам комменты мешают? Подождите, я поверну. Ну, смотрите. Вот так линейку возьмем, чтобы было видно. Видите? Ингуши. Карабулаки. Видите? Давайте я пока комменты закрою. Где же они? Где их закрывали-то, что там лучше реши? Освободишь. Ничего я не нахожу. Освободил. Так, сейчас. Комментарии. Где закрывали комментарии? Почему я не нахожу их? Ага. Все. Комментарии я сейчас открою. После того, как карту покажу вам. Увидите, да? Дальше. Карабулаки. Дальше. Смотрите. Независимые чеченцы. Мирные чеченцы. Малая Кабарда. Видите, да? Где стоит? Галга. Где находится... Это же Галга написано? Гагала написано. Дальше. Тагаурцы. Кистинцы. Видите? И где находятся кисты? Опять же, начиная от Дарьяльского ущелья и заканчивая, вот, вы видите, это Андийские горы, чтобы вы знали. Вот река Аксай. Видите, да? Дальше смотрим. Вы видите мичикизовцы. Видите, да? Здесь есть независимые чеченцы. Так, сейчас смотрим. Есть чеченцы или мичикизы. Видите? То есть он все версии написал. Чтобы было видно. Нашехи, нашхоевцы. Видите, где записано? Чеченцы и чары, видите? Мичикиз, докуда доходит? До Андийских гор. Все до Андийских гор, которые доходят. Малая Тага, Гаджи Аул, Большой Чечень, Гихи, Рашничу, Мартан. Вот владение Кумыкское. Штамхала Тарковского, видите, да? Где находится владение Аварское, видите? Вот оно. Оно не граничило, даже рядом с нами его не было. Между нами был андийский хребет, и они с нами не граничили даже. По сути. Андийцы с нами граничили. Чтобы было видно. Качкалык, видите? Качкалыковцы, вот они и есть качкалыковцы, которые на границе. Внезапная крепость, качкалыковцы.
Яраксы. Яраксу написано, видите? Селение Эндери, видите? Вот они. Качкалыковцами кого назвали. Вы спрашивали. Брагуны, Брагунская, Щедринская. Ну и здесь уже, видите уже все, да? Включить комментарии. Надеюсь, все увидели. Да, это карта, чтобы не было никаких претензий. Посмотрите. То есть это уже вот в пределах начала 19 века. Вот такая вот карта. Надо ее оставить, чтобы она выровнялась. Вот здесь соцсети еще. Так, очень. Что бы мы ни показали им, освободилось. Около цедалок. Подставки Puhdaya Лысовы. Вот так вот. Надо выключить башню. Выключили башню. Вот так вот, что бы мы ни показали, никогда правду не признают некоторые личности. Но это их личные проблемы, признают или не признают. Я вам показал карту. Карта не моя, причем это вот карта одна из самых старых карт. Конечно же, одно время особенно сильно использовали, говорили Семен Броневский. Начали изучать Семена Броневского. Здесь такая карта, на которой четко указано, где и какие есть. Башлам, а какое государственное устройство было, например, Дзурзукетия или Симсир? Ну, ты сам назвал. Государственное устройство так и называлось Дзурзукетия. Государственное устройство Симсир тоже. Симсир это ближе вот к качкалыковцам, мечекизовцам в этой области было. Гудермес в этой, Фурчелойская область, вот в этой местности было. Вот, государство Симсир. А Дзурзукетия это вот где кисты указано в этой области, горная часть, горная гряда. Лялям Балаев, какая территория у Галгая обозначена там? Тарская долина, там написано Галгай. Ингушетия указано за Кумбелеевкой, все. Не забывайте, эта карта, это же ранний период. Тут не может быть никак иначе. Карабулаки отдельно, то есть они как бы между Новчи и между ингушами Карабулаки находятся. И Малая Кабарда здесь еще 1820 год. То есть адыги еще с нами граничат, и Малая Кабарда принадлежит им. То есть здесь ты не увидишь в Малой Кабарде ни Сурхахи, ни Инарки, ни Малгабек, который современно, вы знаете, да, в 1934 году. Кстати, насчет Псидаха я не посмотрел. Есть ли там Псидах? Интересно, на этой карте, если есть ли здесь Псидах. Малая Кабарда. Малая Кабарда. Сейчас, подождите. Сейчас его... Феодальная система. Сим-Сим. Не Сисим, а Сим-Сим. Система управления с демократическим строем. Ну вот я говорю, где качкалыки они проживали сейчас. Так, посмотрим.
Малая Кабарда. Что здесь есть? Передний стан. Единственное, что здесь есть. Даже за Кумбелеевку не выходят ингуши, они рядом с Назрани. Есть Беков селение. Преградный стан есть. Святой Нав есть. Кургукова есть. Давалкир есть. Святой Екатерины, Безымянная есть. Охловые кабаки есть. Константиновский есть. Кайтуковы есть. Это селение, которое вот где сегодня находится. Есть Елистинский. Это все Малая Кабарда. Нет. Здесь нету еще в этом период. Здесь есть Талгарчур. Вот, все. Больше ничего здесь нету. Ни одного селения, ни Ачулки, ни Мачулки. Вообще ничего нет. Наур, Моздок они есть, больше ничего нету. Так что простите, друзья. Но на этой карте нету никаких сел. Наверное. По крайней мере, не указывается. Ибрahim, есть ли вопросы в Ютубе? Если есть вопросы в Ютубе, дай знать. За Териком в этом периоде написано, что существовали карнагайцы, Найман Кипчак, Аскаштамгалы, Терки и Едишкуль. Это вся местность, которая не прилегает, но есть. Так, ассаламу алейкум, башлам. Алдемуду, шмуш. Башлам, номер карты у дяди, который проживает тут в Европе, скинь. После эфира. Ларамца. Адам, давай я тебе сразу скину его. Вот. Адам, вот. Вот номер дяди, который живет в Германии. Я скину. Адам, да, так, можно ли сказать, что после выселения у Арстхой был совершен аншлюз Арстхоевских земель Ингушским округом? Да, можно сказать. Конечно. Дальше вопросы. Ханс Шаверцбенк. Так, получается, двое с Европы задонатили. Один Адам и еще один. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас, нашу работу. Благодаря вам мы существуем и работаем. Башлам, пару дней назад Бузик показывал какую-то новую карту, и там было село Галгаюрт. На этой основе он говорил, что эти земли ингушей. Там же рядом было село Зумсой. Это не новая карта, это старая карта. Никакого нового нету. Друзья, еще раз повторю. Если ты разрешаешь кому-то поселиться, какому-то своему тейпу, и в честь этого тейпа назвали эту местность, это не обозначает, что если после того, как до основания этого тейпа основана соседняя республика, что это село принадлежит им. Ни в коем случае. Вот так можете и передать ему от меня, если хотите. Никак не может. Если завтра появится государство или республика Зумсоя, допустим, или Акинская республика, или Арстхоевская республика, готовы ли те же самые Русик, генерал стратегического назначения, готов ли он отдать все земли у арстхоевцам? Пускай задаться вопросом. Потому что многие у Арстхой и по полевым материалам, они вплоть до Назрани, все земли говорят, что это арстхоевские земли. Если завтра
будет Астроевская республика, готов ли он отдать все эти земли? Они скажут, что это все наши земли. Были, будут и есть. Поэтому в чем проблема? Вот ты скажешь, нет, это Ингушетия. Почему? Потому что там живут и уарство, и ингуши. Они скажут, подожди. Но здесь мы жили? Да. Значит, это все уарство принадлежит. Или Эхкой скажешь завтра, Акинская республика. И они начнут с самого Дарьяльского ущелья, в котором они проживали, но скажут, вот это все наше. Будет ли это правильно? Они же могут показать, сказать и Дударовы их, и остальные их. Я гипотетические вещи говорю, вообще, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Нельзя так говорить. Мы были единым народом, сегодня мы две республики, два парламента, два все остальное. Все. Разделились по 18 году. Братский салам, оставили 8 сел, все. Нужно говорить не то, что вы выдумываете и придумываете, говоря, что украли. Ничего, валлахи, биллахи, таллахи не украли. В 9 году, может быть, украли. Но уж точно в 18-м никто ничего не крал и вернули. И прекрасно это знал ваш руководитель. А вот спорный вопрос, который шел со времен Руслана Аушева, Джохара Дудаева, был закрыт. И передали эти села. Чемульга, Даттых и вверх, которые были выше. Карабулак, вплоть до Малгобека. Малгобекского района, точнее. По-братски, потому что там сегодня уже многие считают, да и не многие считают, многие живут. Вот и все. Дальше уже никаких вариантов нет. Соглашение братское или братское, в то время нельзя было межевать, нельзя было села строить, потому что это граница. Но нету сейчас тех руководителей, которые умерли, которые не существуют. И никогда и Ахмад Хаджи не отдавал, когда был живой, эти земли. Ни Масхадов, никто не отдавал эти земли. Это был вопрос, который нужно было решить. Потому что они никогда не принадлежали, эти села не входили в состав Ингушетии. Они были выкуплены, заселены терскими казаками, которые, когда начали делиться, сказали, мы хотим быть чеченцами. И при объединении они были у чеченцев. Нравится это, не нравится это. В истории это так. Если забегать, вот в этом году они были наши, в этом году, извините. Как один прислал мне видео, где говорит, что вот эта вот вся земля там была наша. Он прислал видеоролик мне с картой. И доказывает, это фейковая карта, которую показывал и Муса Зурабов. Это фейковая карта. Почему фейковая, я объясню. И ни Гаджиев, Зураб не может этого доказать, потому что вы взяли вот по этой карте, если я возьму сейчас маркер и обведу все места, где проживают чеченцы, включая внезапное, Эндери и все остальное, карта будет иной, конечно же. Она черно-белая, а я возьму темным маркером, обведу, скажу, вот это была территория, где проживали чеченцы. Примерно я говорю. Засниму это, выложу в интернет, 10 лет, 5 лет, оно все там, чеченцы, все будут показывать эту карту. Точно так же эту карту показывает, и он говорит, что вот это было все время, вот эти куски, там острый кусок, где эхты якобы входили в состав Ингушский округ, он показывает. Но я человек, который даже не настолько глубоко разбирающийся в этом, говорю, ну ты же врешь. И он прекрасный, я знаю, что этот ролик он смотрит сейчас в Ютубе. Ты врешь. А врешь элементарно. Потому что в 1853 году, в 1856 году не было Ингушского округа даже. Не существовала такая единица. Как эта карта может существовать тогда? Когда нету округа, а ты мне показываешь, там еще написано, самое главное, написано, что это Ингушский. Перепутали, якобы это 65-й год. Но на карте четко указано. Никто ничего не перепутал. На карте написано 1853 год.
Это ложь, просто-напросто. Подделали эту карту. И ему, когда приехал председатель парламента, мы видели этот ролик трехчасовый, он говорил, нету такой карты, не существует этой карты. Просто взяли карты, нарисовали маркером тот муляж, который якобы здесь проживали, Аллах закинули, и теперь клянутся, божатся, закидывают, вырезая эти контуры. Но у нас тоже есть такие люди. Если я эту карту закину, ваш, как его фамилия, Фаргиев, который живет за границей, он меня называл чеченским Геббельсом, я не знаю, или кем-то, не знаю, почему он назвал, я ему закинута карта, ареал границы, где проживают чеченцы. Не чеченская государственность, не чеченский рейх, как он там указывает, а где проживали чеченцы, ногчи. И само собой проживали в многих местах. Но я не говорил, что это чеченская земля. Хотя вполне, если перейти к ранним источникам, и ссылаясь на профессора, абхазского профессора, проживание чеченского ногчи народа намного больше. Я даже этого не говорил. Я сказал, ареал проживания, он вырезал, закинул. Вот о чем мечтают чеченцы. Смотрите, кабардинцы, смотрите, терские казаки, ставропольчане, смотрите, дагестанцы, о чем мечтают чеченцы. Что он написал вот такую тираду, чушь здоровую, человек, ангел, сагу, высшим образованием, был депутатом и все остальное, взрослый человек. Но несет такой чеченский Геббельс, о чеченском рейхе мечтает. Вот такие, валлахи, никакого Геббельса, никакого рейха, нет. Просто есть гипотетические вещи, если не знаешь, не разбираешься, вот ты взрослый человек, гипотетические ареалы расселения или конкретный ареал расселения чеченского народа. 16 век или 17 веке, до того, как появились новые образования, которые назвали потом отдельный народ. Достаточно документов, которые четко указываются и на которые вы даете сами ссылки, написано, что чеченцы, граница чеченского народа, чеченцы, где это военная грузинская дорога. Есть такие документы, есть такие книги? Есть. И вы это знаете. Начиная со времен Ермолова. Как бы эти кабаки ни назывались, как бы потом оно там появились другие, там не другие, все это было. Это исторический факт. Его не вырежешь никак. И место вашего обитания это в горах. В горной части, Джайрах и остальное, да, допустим. Но это было раньше. Я сейчас на это ни в коем случае сейчас не говорю пересматривать или нет. Я же рассказываю. Валлахи малацо, мост халдоши, цевиш, мацабахасим. Ну, есть какие-то гипотетические места. Вот мы говорим о вещах, которые, что у нас был выход к Каспийскому морю. Это никак не касается вас. Это может задеть кумыков, это может задеть сюли, но вас это не касается. Вы лезете, смеетесь, что там у вас и так далее. То есть свое бревно в глазу не видите, нашу соринку как бы в глазу ищете. Вот по этой карте. Эту карту, когда первый, вы же с пеной у рта кричали, что кисты это не могут быть чеченцы, что кистинцы это не чеченцы. Но здесь Семен Броневский в конце 18-го, начале 19 века, первая половина 19 века, четко указывает от Дарьяльского ущелья, то есть от тагаурцев и до Андийских гор, вся горная Чечня записана как кистинцы. Вся. Это ваши, вот, вы же заставили взять эту книгу. На этой книге много чего разного. То есть вы читаете вот столько, а вот столько потом не передаете. А нам приходится показывать, подождите, вот столько, и сколько вы, сколько мы. Вот так и происходит все это. Раскрыть ложь любую ничего не стоит. Когда я говорю, вы начинаете говорить, что он кафир, что нельзя на него надеяться. На его касту. Однако этот кафир не прав, а Вахушти Багратиони, который тот же кафир, который умер в Москве, похоронили, там он является там, вроде бы там есть какое-то святое место в Москве, где он похоронен и так далее. То есть этот кафир отличается от этого кафира, потому что якобы на карте, которая опять же сделана по словам Вахушти Багратиони, а не по
тому, как он сам сделал эту карту. Нету оригинала карты Вахрушти Багратиони. Нету. Это французская карта, якобы по словам сделана. Я, по крайней мере, не видел такую. Везде пишут, что карта Вахрушти, но карта Вахрушти Багратиони, нету такой карты. Я не видел, по крайней мере, ее. Вот эту цветную версию, которую показываете, это по французы, кажется, сделали по словам Вахрушти Багратиона, по его описанию. Одно дело там сказал Вахрушти, который был в Чечне, он не был в Чечне, где он видел чеченцев. Но есть люди, которые, да, вполне возможно, что он образованный человек, может, он знал какие-то вещи. Но всю территорию мог не знать. А вот более умные, более прогрессивные грузинские ученые, профессора, которые в честь них сделаны университеты, прекрасно указывают и говорят, что с XIV века есть местность Нахчита, что Нахчи есть название. Нет, вы говорите, это неправда. Один кафир хороший, другой кафир плохой. Этот грузин и этот грузин. Но этот грузин вам выгоднее, чем этот грузин. Нет, так не бывает. Так не бывает. Хотите вы этого, не хотите вы этого. История одна. Возвращаясь к этим же картам, я опять же говорю, если люди Зумсуэ там проживали, местность Зумсуэ, Волгай, если называли это местность, там, Волгай-Юрт, если даже назвали, там жили Волгай, но не земля их, то есть мы единым народом, они могли жить там. Зумсуай могли там жить, Ченты, Эхки могли там жить. Но они же не отдельная местность. Я вам говорил, при формировании Ачхой-Мартана, Даут-Мартана, мы же видим записки этого кумыкского князя. Он рассказывает, кто там проживал, какие тейпы там проживали. Первые. И кто, в каком месте какой тейп проживает, и кто поблизости проживал. Что там есть Эхтей, там Мерджуай, Чинхуай, Зумсуай. Он же рассказывает это. Ачхой-Мартан, Даут-Мартан. Но ни одного слова там нету, что там его основали, там, грубо говоря, галгаевцы. Галга там он не указывает. Это кумыкский князь, ему зачем врать-то? Все это описывается, все оно есть. И опять же мы возвращаемся. Вы указываете на какие-то недоработки, мы вам показываем. Нам приходится полностью раскрыть и перепроверять эту информацию. Как сочинили про Деникина, которого там сказал, там, моя Чечня, там, или Ермолов, там, вы сказали, что, возвращаясь в мою Чечню, потерял 18 тысяч. Ну, за всю войну там не потеряли вот такое количество солдат. И я это вашему Артему сказал. Приходи. А потом начал говорить, он меня вызывает. Я никого не вызывал. Я сказал, не трогай чеченцев, Нохчи не трогай. Занимайся своим, мне абсолютно наплевать. Ваше это где? Серноводский район, все, что по реке Фортанги, все, что слева, меня не касается. Все, что право, не трогай. Здесь есть свои хозяева. Шейдейш боклад. Уарсхуай, Тируай, Эхки, Тхакам Аддит. Тхатаипниш Аддит. Сияхмади. Вайшадиш Саду Бахаяш. Я с вами соглашусь. Но Ашма Бахи дирдал диз, дирдаливай, Аддитишаш. Русь Вала, Мила Вала, он может... Я могу показать карту, где Малая Чечня доходит... Малая Чечня, карта 1838 года. Так вот, Малая Чечня доходит до Кудова, до Галашки. Все, этим все сказано. Тогда давайте я скажу, по 1938 году, вот Галашки наши. До тех пор, пока не отвоевала царская Россия. Она наша, все. Там написано, это Малая Чечня. Если бы они не входило в имаматство, если бы они не считали себя чеченцами, если бы они были другими, они бы тоже сказали, ну, что мы не с чеченцами, почему эту территорию там указать. Фиксировали карты, имаматские карты или другие карты, указывается, что Малая Чечня на этой территории. И эту карту вы найдете
на книге истории Ингушетии, я ее на ней нашел. Это правительственная карта из ваших архивных документов. Я ее публиковал много раз. Ваши источники я взял. Ваши книги я взял. Официальные. А вы мне рассказываете про сказки Лаудаева. Которые... Ладно, отвечаем. Большая часть нейман сосредоточена среди казахов, относится к среднему джузу. Часть их сохранилась в наших нагайцах. Да, здесь именно вот эти найманы, кипчаки занимают огромную территорию. Огромную территорию, я тебе скажу честно. Вплоть до реки Кума. Вот эта вся степь, написано Джамулуки и Едисанцы. Там карнагайцы все указаны. Исрафил находится на этой. Вот именно я про это и говорю. Можно было бы в этой карте дать ответ ролику, что сказать тупость логики. Я не буду ничего давать, я вам покажу, а там уже решать. Баслам, если интересно, могу скинуть видео, ставку Джошихана, сын Чингисхана. Ездил к тебе в прошлом году. Я видел, ты мне прислал, у меня есть это видео. Баслам, я видел карту, где указан Уарс-Файмак, территория около 3000 квадратных километров, плюс-минус. И теория их почти одинаково, и теория их почти одинаково разделены на Чечню и Ингушетию. Значит, почти большая часть Ингушетии это земли чеченцев. Бенаси. Башлам, что скажешь по поводу фильма, который помогает снимать Гаджиев, который работа в нашей стране ведется в этом вопросе, знаешь? Я, по крайней мере, не знаю, насколько это правда или неправда, я не знаю, но эта информация у меня есть. После выхода этой книги будет известно. Ну, более или менее, если хотели бы еще правдивость привлечь по истории, они должны были, конечно же, хотя бы этого Данова, может быть, он бы правду сказал. Ну, дальнейшее взаимоотношения у нас огромное количество, которые проживают в Турции, ногчи народа. У нас есть спецпредставители, которые в Турции есть, имеется в виду ногчи народа. Они посмотрят, это будет решено, если они укажут, именно будут показывать все, что там передается, то тогда уже боюсь, что отношение будет резко критические отношения Турции. Думаю, будет нота протеста. Почему? Потому что, чтобы там не вонял красный горшок, 20 лет на территории Чечни имам Шамиль, никто его не сдал, не предал, не отдал его русским, он держался здесь. И большая часть чеченцев были в его армии. Большая часть. Хотя некоторые пытаются указать обратно. Что бы ни было. Картина менялась. Не забывайте, что он, сбежав с Ахульга, пришел сюда. Их сколько? 2-3 человек были с ним. Его вылечили, начиная от Биноя, заканчивая Шатоем. Потом отвезли в Урус-Мартан. Сделали имамом Чечни и Дагестана. Даже в этом плане некоторые дружественные историки соседние пишут имам Дагестана и Чечни. Здесь есть небольшая разница. Он был имамом Дагестана, но не был имамом Чечни в определенный период. Первые там 4 года или 3 года, пока он был. Когда его все предали и оставили, он ушел. Он перестал быть имамом Дагестана, потому что вся территория уходила куда? Под юрисдикцию царской России. Чтобы вы знали. Ну, это, думаю, вы должны понимать эти гипотетические вещи. Потом в Чечне он стал имамом. Из Чечни он начал отвоевывать Дагестан. И первые его слова записаны прекрасно в книге Аль-Карахи. Вы можете посмотреть об этом. Не нужно преуменьшать чеченцев. Или там, я не говорю преуменьшать дагестанцев. Но имамом Чечни и Дагестана правильно. Ну, я понимаю, что хотят. Это как некоторые люди хотели написать там история не Чечено-Ингушетии просили. Это еще 80-е, 90-е. А говорили, писали даже в Москву, чтобы назвали Ингушская Чеченская республика. Были еще в те времена. Это вот такая же болезнь. Почему там не сначала это, а после. Ну, факт остается фактом. История это так зафиксировала. Геббельс это плохо или хорошо? Так кому как. Я одно заметил. Уарство из Ингушетии, в отличие от Гала, не токсичные. Они размышляют, там, башлам, мы свою возьмем.
Чеченская семья жили на соленом озере перед Астраханью. И калмыки добывали соль, и уже осень много. Так, это понятно. Так, дальше. Я являюсь потомком самых Кисимаира из Грузии. Они ищут себе выгодно. Так, дальше. Вахушти был чеченофобом, как и Кистинский Багратиони. Ну, не знаю, я не могу сказать, что Вахушти был чеченофобом или не был. Вполне возможно, он вообще не был. Ассаламу алейкум, алейкум, сам знаком с нами, может, не был. Черт его знает. Я не могу сказать, был ли он чеченофобом или нет, и это маловероятно. Но, опять же, даже по Вахушти Багратионе у него есть и хорошие моменты, где он пишет даже про ингушей, и есть очень плохой момент. Хотя хороший момент всегда берут, а плохой момент оставляют или говорят, что якобы он писал не об ингушах, а писал об осетинах. Это тоже неправильно. Я не занимаюсь разжиганием межнациональной розни. Но Вахушти Багратиони описывает и этот момент, я всегда говорил. И не забывайте, все-таки Вахушти Багратиони ушел и умер там, в Москве, и в честь него там святые мощи его и так далее и тому подобное тоже есть, если я не ошибаюсь. Вы можете посмотреть в Википедии, проверить. Поэтому надо об этом понимать и знать. Одно хорошее сказал, одно плохое. Чачаны или не чачаны. Ну, вы определитесь, когда вообще появились здесь. И что кто хочет говорить. Башлам, сейчас карабулакцы говорят на ингушском. Не говорят они на ингушском. Они говорят на галанчевском диалекте. Зачем вы говорите это, что они говорят на ингушском? Они не говорят на ингушском. Если завтра, опять же я говорю, мы говорим о гипотетических вещах. Если завтра они объявят свою автономию, как они многие там об этом размышляют, там паспорт, там, мы знаем, на переписи были всякие вот эти разговоры, видеозаписи, аудиозаписи. Они все у меня были, я их прослушал, я знаю каждый, чем дышит. Прекрасно знаю там. Даже больше, чем вы думаете. Но даже представим, что у них гипотетически завтра появится республика. Они скажут, что это язык арсхоевский. Все. Кто сможет доказать обратное? Ингушский это язык, арсхоевский этот язык, а мы говорим, это галанчевский язык. Завтра акинцы скажут, это акинский язык. Послезавтра тирой скажет, это тиройский язык. Или мелхостинский язык. Кто может доказать обратное? Факт остается фактом, что все эти диалекты, это не языки, это всего лишь диалекты. Диалекты одного языка. Нахо-дагестанская языковая группа она называется. Навчедагестанская языковая группа. Если они говорят, сегодня отдельная республика, они говорят, поскольку они получили свою республику. Но завтра это может быть и другая ситуация. Если раздробить Чечню, там, чеберлоевский язык, шароевский язык, махчимахоевский язык, но это глупость. Если все друг друга понимают и все прекрасно знают, что это одно и то же. Это просто тупость. Это как сегодня мне там некоторые пишут, у Мелхи же свой отдельный язык. Нет у Мелхи своего отдельного языка. Язык, культура, архитектура, все у нас одно общее. Глупости. Конечно, это личные амбиции, эгоизм, это плохо. Объединиться, стать единым народом, это круто, это сила. Это то, что любит Всевышний Аллах. Разделиться, но разделиться на чем? Если только территориально. Опять же, если мы разделимся территориально, гипотетические вещи говорю, к чему это приведет? Вы же знаете, что большая часть арсхоевцев проживает в Чечне. Определенная часть в Аухе, определенная часть в Ингушетии, определенная часть там в Турции и так далее. Но в Турции это оставим, потому что репатриация, пока еще об этом нету никаких, Россия не давала добро на это никому. Там вроде бы при Медведеве это началось, но сейчас я не слышал об этом ничего. Да, улетели, потому что наше население там, его намного больше, чем другого, которые должны вернуться в Чечню, в основном в Чечню.
Поэтому вот эти вещи, которые вы сумбурно пытаетесь там, есть, которые обиженные, которые услышали там, восточные услышали про западных, но вы же сами их называете сюли эхо. Да не называем. Называют только дурак. Есть ли такая государственная политика? Никогда такой политики не было на государственном уровне. На научном уровне есть такое? Нету. Ни государственный, ни научный, ни религиозный. Ни одно из этих направлений, которое составляет и государственность, и этнос, и народ, ни одно из этих направлений никогда не признавало термин Нохчи Сюли или Акинский Сюли и так далее и тому подобное. Ни один не признавали. А бытовые безграмотные люди, которые несут такую ерунду, они есть всегда. Они даже между собой идет же такая же тема. Ашу эти, аш бушу терки стенах, бушу ломар, нахуй. Вот это вот тягомотина, байда идет. Но никакого, нет, это не объединяет наш народ, это делит наш народ. Из-за глупости и тупости определенных людей, которые не знают ни историю, не знают, ничего не знают. Пузгулькин нос, у нас все вместе, если взято, нас сколько всего? Всего нас 1,5-2 миллиона по всему миру. Ну да, халита 2 с лишним халита. Но даже в этом случае нас не 500 миллионов. Что мы делаем? Они боятся, что Нохчи реально станут единым. А если они будут единым, претензии могут быть иначе, понимаете? Кровь, то есть начнется очищение. Цанбал бюйлур будет, яра давалат, это аял бош, табагайт бюйлур, бу кайдек бюйлур. Им это не выгодно. Выгодно все время им, я говорю, гипотетическим нашим врагам. Барцахалит сделать все, чтобы не было объединения. И почему? Потому что объединение просто-напросто туше для всех врагов нашего народа. Я уже устал об этом говорить в течение 4 лет. Я снова и снова повторяю вам это. Взрослые понимают. Эхай ещик, пачалк ещик, маршу ещик, барт ещик. Они понимают, о чем я говорю. А скользкие подколоть там, что-то сказать, то к моему лицу, то к моей финансовой ситуации. Ко всему они придрутся, но не слышат, что я говорю. Не слышат они просто-напросто. Я приводил в эфир Эчуай, которые говорили, что они Нохчи. Цхоруай, которые они говорили Нохчи. Мержуай, которые они говорили Нохчи. Мушхуай говорили Нохчи. Мелхи говорили Нохчи. Причем взрослые я приводил. Взрослых эхи я приводил Нохчи. Все они говорят, что Нохчи идут по цаду. Ауховцев я приводил. Панкийское ущелье я приводил. Что вам еще нужно? Что нужно для доказательств? А я гунядин, гуни сказочник, гаруй. Вы все можете говорить, но факт-то остается фактом. Люди приходят, вы задавали вопросы, они отвечали на эти вопросы. Вайцахел аддит, все, что я говорю. Оставьте нас, объединитесь. Деба, Даха, Диша, 3D. Сделайте это. Валлахи, биллахи, талахи. Нохчичу халах мухи лахуармаду. Цюн размеж хорду, цюн географии хорду, цюн гылку. Потому что когда мы учимся, когда мы размножаемся, когда мы живем, не бросаясь одной крайности к другой крайности, не умираем ни на нужных войнах и так далее, мы становимся умнее. У нас в голове возникает мысль о централизации, единстве. Ну, это нашим врагам не на руку. И они садятся, западные Нохчи против восточных Нохчи, восточные Нохчи против западных Нохчи. Да, еще там, ашбеш, сюлю албезвой, панкиси ашбеш, гюрджи албезвой, Европе ашбеш, европениш албез, казахи. И что остается? Что остается? У нас есть такие дураки, дебилы, которые говорят, ламруай, тоби бац, шуца ламруай, хил бац, ламруай это ламруай, а чеченцы это чеченцы. Есть же и такие дураки. Эхцол аудал нахбу. И я говорю этим людям, я дебил, сейчас майерил. Он хаскиета, халкиета. Что дебил, что хундю хаешон. Во всей горной части Чеченской Республики
начиная даже от Дарьяльского ущелья и заканчивая Андийскими горами. Все горные части, если взять, проживающее там население не будет больше 150 тысяч. В горах очень мало людей. Все живут на плоскостной территории. Вы хотите отделить 100 тысяч, 150 тысяч чеченцев горных, назвав их Ламрой, Ламонхой, а нижних назвав чеченцы, ингуши, и так джайраховцы, не знаю, как угодно назовите их. Вы хотите отделить даже среди одного народа. Поселились в горной части Теркисти, они живут Теркал, Диасьях, их назвали Теркистяна, все, они совсем другие. Какие другие? Раньше спустились на плоскостные территории, заняли плодородные земли, стали богаче или нет. Они другие от этого стали? У них кровь стала иной? Нет. Наша глупость стала больше. Наша необразованность стала больше. Урду махтабана, царах арбойхали. Ункар махтабана, ищем туркшбар. У вас что, так много людей, чтобы ими раскидываться? Вы хоть тут головой своей, чем вы вообще мыслите? Какие мысли у вас? Привел Азаматом сели. Ногчи тейпнеш, хош ногчи буй, хош ногчи буй, хош. Буде, шун шей ногчи тейпнеш, ногчи буй бов, му хваттарду. Шун саха ногчи милу, милуват. Шу дейшнам харе, садейшна харе, суна харе. Шуна харе шалше. Нет, надо переспросить. Поэтому сейчас образованный баца, чвейла хуже необразованный, больше норницы сидят и они выслушивают наши ссоры между собой, фиксируют, вы же там говорили, вы же здесь говорили, и нас травливают. И мы начинаем, там все слышали эти там, 1-2 человека, которые произошли разборки, мелкая отдельная нация. Надо все отдельное. Эти Орства отдельная нация. Эхки отдельная нация. Ирва отдельная нация. Завтра шатоевцы отдельная нация. Потом шароевцы, чеберлоевцы. И во что вы хотите народ превратить? Этнос превратить? В маленькие анклавы? Не считая убийства между собой, то, что мы между собой будем убивать, никаких проблем не составит. Нас деля, сами объединяются. 71 год. Сила Ахирдушу, если вы запишете не чеченец нацию, а другую нацию, это разговор был в Бамуте в 71 году. 71-73. И рассказал мне это Лам Экки. Дал Сейду Альцун, дал Дукуахва. В 70-м году вели, в 71 году вели такие разговоры. А вы до сих пор думаете, как нас звали, вот мы же отдельно, мне мой дедушка сказал, что ваш дедушка рассказал вам про ваш тейп, про ваш мерк. Но он не мог сказать государственное образование или там образование этноса, он не мог этого рассказать. Если он, конечно, не был светочем, если он не был, да, не знаю, Таштамир Эльдерханов, я не знаю, там... других ученых, Абдурахманов, там, не знаю. Если они были бы такие ученые, Бейбулат Таймиев, шейх Мансур, Ушурма, первый имам Кавказа. Они занимались выживанием. Они жили за счет того, что выживали во время войны Бяхму-Вилушла. Вот. Выживали, и некогда было. То с одной стороны зайдут, уничтожит там, через Грузию заходит, через другое место заходит, уничтожаются башни, жилы, уходит вглубь, в леса уходит на равнину. Уж не считая того, что после размова, почему-то у всех такая мысль, Дукахилла, уже негде было жить, и они и спустились. Подождите, как так? А почему только в одном направлении? Почему никто не задается вопросом? А почему уходили только на восток? Или только на север? Или только на запад? Почему не уходили на юг? Вглубь почему не уходили? В Грузию. А знаете, почему не уходили?
Потому что там жил другой народ. Язык другой, культура другая. Да, пробавят небольшое количество ушли в Панкийское ущелье. Вместе с Дуиси и Джохола ушли в начале 19 века. Единицы ушли. Но остальные, и так они ушли со своими тейпами. Но остальные ушли куда? Заметьте, они ушли к своему народу, где у них один язык, одна культура. Они же не ушли в Карнагайские степи. Почему не ушли в Карнагайские степи? Почему не ушли в Уарсхуай в Карнагайские степи? Или не ушли в Уарсхуай дальше, вглубь Адыгею? А остались в пределах тех границ, в которых мы сегодня живем. Вы не подумали, почему? Да потому что там дальше другой народ с другим языком, с другими традициями. Оставались среди своих людей. И если вместе объединившись они могли откинуть врага, откидывали и занимали эти земли. Но не один тейп, а вместе народ. После Тамерлана будет то и остальное. У вас же есть голова, взрослые люди сидят, рассказывают какие-то, не знаю, выдумки, сказки. Вот это наша земля до реки Кума была, наши земли там были там до Грузии там и так далее. Имеется в виду через Дарьяльское ущелье, там мы вышли, там остальное. Ну, а болтать, а где дальше? Вы же должны элементарно понимать. Останавливались среди своего народа, в рамках своего. Поэтому у нас есть и в Дарьяльском ущелье, поэтому у нас есть там среди ингушского народа Нохчи, среди Нохчи народа Галга. И вот так все происходило. Когда-то мы освобождали и расширялись. Когда мы поссорились между собой, нас начали ущемлять. Ой, бърт бях, ой, дай смакасня. Давайте. Цан аур, сюлиш притеснять, яш, уқауо, кешар притеснять, яш, цахыл. И вы сами прекрасно это знаете. Бърт цахылыр, цақ цахылыр банду. Урду мак, Шей мак, Мисыр мак, Палестина мак. Массана да айскайсын, дүние мялду. Ой, до сих пор, мы до сих пор не можем никак понять, почему же у нас ничего не получается. Потому что нету единства. А есть люди, которые желают, чтобы были единства? Нет. Есть единицы, но их не слушают. Проще сказать, он засланный казачок, ему проплатили власть. Да кто проплатил? Где проплатили? На эти копейки вы думаете, возможно? Да, посмотрите российские блогеры. Вот эти бьюти-блогеры, все эти оки, доки, моки, там, вкусняшки купите, садитесь в эфир. Да, они могут себе Бентли купить, остальное. Но не это направление. Это направление, что за направление? Это история, география. Ну, посмотрите, 14 человек здесь, я не знаю, сколько там в Ютубе. Если я наберу 150-160 человек в прямом эфире, это хорошо. Остальным не интересно. Если я буду рассказывать, кого куда посадили, убили, наехали, зарезали, вот здесь подло сделать, там взорвите, это сделайте, то сделайте, конечно, набегут. А там, где нужно думать, там, где нужно работать, причем работать бесплатно, на голом энтузиазме, не хотят. Хотят, чтобы кто-то этим занимался. И ни у кого ничего не просил. Когда ты говоришь, что вот чтобы вот эту линейку показать или этой линейкой провести, эту линейку надо купить. Линейку надо купить, телефон надо купить, карты надо купить, книжки надо купить. Как одна моя подписчица подошла из, не знаю, есть или нет, Зара ее зовут, она написала, говорит, пошла, какие книги ты рекомендовал? Когда я сказал, какие книги, она говорит, я не могу со своей зарплатой 26 тысяч купить эти книги. Потому что одна книга, из которой я указал, даже не самая старая, не антикварная книга стоит 20 тысяч здесь.
Одна книга, которая необходимо должна быть настольной книгой каждого ногчи человека. Каждого ногчи представителя. Одна книга 20 тысяч стоит. Чтобы все не покупали ее нужно, вот допустим, я покупаю, я читаю, рассказываю вам. Будь это книга Хасана Бакаева за 1000 рублей. Или другая книга, 3, 4, 5 тысяч, 6 тысяч книги стоит. Когда это надо купить, когда это надо прочитать, вы еще хотите, чтобы статьи сделали, другое сделали. Царисло из таки. Если были бы какие-то рекламы, какой-то спонсор был. Единственный спонсор на моем YouTube-канале, спонсором стал кто? Ибрахим. Мой брат. Тоже такой же бедолага, как и я. Нету спонсоров. Почему нету? Если бы это приносило бы доход, были бы спонсоры. Перспективу на будущее никто не хочет думать. Если сегодня спросить о государственности и поставить вопрос, каждый начнет рубашку рвать. Ой, независимый халдез, ой, гар халдез, ваш халдез, оль, да было. И меня спрашивают, ты когда-нибудь кавказские там федеративное управление или кавказские, вот наподобие Кавказская республика, чтобы как в США было, что ты думаешь? Такие вопросы же у меня были. Или мы должны войти в Турцию, как мусульманские. Такие разговоры были, мне задавали в эфире. Я всегда говорил и говорю об одном. Не готовым. Валлахи, биллахи, талахи. Я говорю от всего сердца. Сайкамма диесу, саймахма биесу. Я, может быть, не такой умный, как вы. Многого не знаю, но я знаю, что мы не готовы. Почему не готовы? Потому что элементарно, делая рекламную продукцию, многие до сих пор не делают нормальную карту ногчи народа. То есть со своими историческими контурами. Здесь обрезаны, там, но вы сами просто ленитесь, тупо берете закинутый фейк с Ингушетией, с Грузией, с Дагестаном. Потому что никто не говорит, посмотри хорошенько, точно ли контур этой карты. Даже до этого дела нету. А нам потом приходится это расхлебывать. У вас даже нету своих башен, чтобы вы там на ваших книжках пишете, что он читать свой. Из-за одной брошюры, 2 брошюр, которые ошиблись. У нас нету башен. Валлахи, биллахи, талахи есть башни. Огромное количество. Кто-то еще стал на YouTube-канале спонсором. Огромное спасибо. Тот, кто не знает, как это нужно, спросите у админа Ибрахима. Он вам подскажет. Друзья, завтра я постараюсь сделать эфир. К сожалению, осталось 2 минуты. Сегодня уже больше не могу. Извините, у меня нет возможности. Перенабашламу образован. Все ваши вопросы оставшиеся я отвечу. Нет, это не астинский флаг, это футболка, которую мне подарили, это Паушарк называется, очень фирменная футболка, короче, я не знаю, это здесь вроде не астинский, я не знаю, такая вот футболка, японская кепка, это заграничная нехорошая футболка. Всем огромное спасибо, огромная благодарность. Если я в чем-то ошибся, я прошу вас, завтра эфир или в 10, или в 11 часов ночи, подготовьте свои вопросы. Напишите мне, я отвечу. Без мата, без ничего. Разницы нету, какой бы национальности они ни были. Огромная благодарность. 5 человек, которые сегодня задонатили. Аллах дал саадуэл. Завтра мы продолжим дискуссию. Подключайтесь. Там уже это бация. Но уже на завтрашний эфир чуть-чуть набралось. Здоровья так себе, держусь. Пишите в директ. Подписывайтесь на YouTube канал. Всем огромное спасибо. Адикуэл маш айл кан гурдувая цхайт дерче. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.